Сейчас. С места, наверное. Конечно, У тебя есть вот эти статьи? Я в интернете чуть-чуть залезла. Интернет, добрый день, уважаемые гости. Начнем. Сегодня у нас особая дата, особое мероприятие. Это день памяти хакасского поэта, уникальной личности Моисея Романовича Баинова. 18 июня 2001 года поэта не стало. В январе текущего года ему исполнилось бы 80 лет. Давайте вспомним поэта и почтим его память минутой молчания. Всем спасибо. День памяти – это дань уважения памяти о поэте, о выдающейся личности. Сегодня мы вспомним поэта, его творчество, семейные воспоминания. Мы пригласили людей, для которых имя Моисея Романовича значит, много что значит, несет в себе особую важность. Среди нас подойдут еще внуки поэта Лидия Роман, а также сторонники и последователи его творчества. О творчестве поэта лучше всего скажут его стихи. В исполнении человека, являющегося последователем творчества Моисея Романовича, эти стихи раскрываются с полной красотой, поэтому мы в первую очередь хотим предоставить слово поэту-музыканту Сигдею Тому. Вы можете с места, как вам удобно. Спасибо за предоставленную возможность хоть как-то свое внимание творчества Баинова, как я это, конечно, понимаю и как я воспринимаю его творчество. Конечно, это сугубо индивидуально, сугубо личное, потому что я сам тоже немного пытаюсь понять поэзию, что это такое на самом деле, как для себя примерить суть этого явления. И насколько понял стихи, как я это понял, и в моем понимании, Моисей Романович, если взять хакасскую литературу нашу, это, конечно, я не сказал бы одна из, я сказал бы самая величайшая звезда нашей литературы. Я хочу аргументировать это сейчас, дать небольшое понимание свое, как я это понимаю. Еще раз хочу сказать, что это субъективно, поэтому тут нет такого объективного претензии на объективность. Это субъективное мое понимание. В общем, я иногда, допустим, когда меня приглашают и Борисовна на встречи со школьниками, я такие провоцирующие вопросы иногда задаю, кого вы из русской литературы считаете самым таким значимым человеком или символом русской культуры, культуры русской цивилизации, даже называют это явление, потому что это цивилизационное явление, явление культуры. Многие называют разные имена, я говорю, конечно же, для себя это Александр Пушкин, потому что значение этого явления в русской культуре я не вижу. Хотя, конечно, там очень много интересных людей, Ломоносов, допустим, если брать ученых, есть интересные цари, императоры, правители, но тем не менее Александр Пушкин это самая величайшая звезда явления русской культуры. В этом же контексте я, допустим, когда транслирую эти идеи на хакасскую культуру, я такого человека вижу в Моисее Баинове. Почему именно поэты, как ни странно, я тоже себе задаю вопросы, ведь иногда приходится думать о таких вещах, как статусность явления. В природе вещей, допустим, да? Предположим, грубо, наверное, будет звучать в социальной нашей жизни. Есть, конечно, разница между статусом президента, и статусом, допустим, обычного человека, скажем, который присматривает за порядком в городе, скажем, улицы, да? Это разные статусы. Статус президента или статус дворника. Конечно, статус президента – это несоизмеримая ответственность перед людьми и так далее. В культуре, как мне кажется, тоже есть подобные явления, подобные
именно статусность. И среди многих видов искусства, если взять самые такие высокие явления, да, я не беру относительно каждого человека, относительно личности, я беру как явление, как статусность. Допустим, президенты тоже бывают разные, бывают удачные президенты, бывают неудачные. Но тем не менее сам статус явления, он всегда лучше, чем статус уборщика. Также и, как мне кажется, в искусстве, мне кажется, что поэт – это наиболее высокий статус из всех явлений. Как бы мы что ни говорили, ну, допустим, если взять статус музыканта, да, или статус ученого, или статус поэта. Ну, в литературе вообще есть еще разные типажи, скажем, писатели, это драматурги, да, эссеисты есть какие-то философские направления. Но что такое поэзия? Как я для себя подвожу эту статусность, я понимаю? Ну, допустим, если нам всем задать правило такое, напишите рассказ, мы все, те, которые здесь сидят, даже кто не понимает литературы, то все равно напишем какое-то небольшое сочинение. Мы это все сделаем. Кто-то лучше, кто-то хуже. Мы все сделаем. Почему? Потому что это общедоступный жанр в литературе. Мы все понимаем это с детства. И обычно наш разговорный язык, он подводится к жанру, скажем, прозы. Да? А если мы попросим написать драматургию, то уже не все это сделают. Сделают только часть, которая понимает, что такое театр или явление драматургии, как лица явления. Потому что там не надо долгая подготовка. А если мы попросим написать стихи, еще ямбами, еще четырехстопными, это сделают вообще только единицы, если вообще кто-то сделает. Потому что до сих пор как раз в литературе никто не пишет ямбами. До сих пор. А у нас это очень хорошо сделать только Серый Баина. Поэтому явление статусности, конечно, поэт – это человек, который обладает большей сложностью не только технического исполнения. Тут нужно еще техническое исполнение, кроме того, что понятно, что нужен интеллект и дар природный. Да? Я говорю сейчас чисто о технических, сказал бы, вещах, но которые имеют значимое явление для искусства, ну, стиха, допустим. Конечно, написать стихотворную речь это намного сложнее, чем в статусном явлении, чем написать, допустим, какие-то прозаические вещи. Я не говорю, что прозу легко писать, речь не об этом. Но стихи я бы не каждый напишет, тем более, допустим, как Насир Романович это делает. Вот что сделал Насир Романович для хакасской литературы? Конечно, он привнес новую культуру, совершенно новую культуру в письменный язык хакасов, которого не было никогда в истории хакасов. Поэтому не было вообще явления такого. Допустим, если мы возьмем его роман в стихах, а именно роман в стихах, он сам об этом говорил, что он пишет роман в стихах, но он как бы человек скромный, ну, в заявлении, когда я у него лично брал интервью, он говорил, что я пишу поэму, а я когда после работы Барокко Николая Николаевича, он исследовал это явление, и после текстов Бахнина, Михаила Михайловича, известного романиста, исследователя романиста, то я понял, что Насир Романович это не поэма, а именно роман в стихах. Чем они отличаются, тоже можно сегодня пообщаться, поговорить на эту тему. Но Насир Романович написал именно роман в стихах, хотя, как ни странно, количество строк у него там 3 с лишним тысячи, да, это там Золбан Датувазов, а в Хантюнс там намного больше, 2 или 3 раза, да. Но Хантюнс это поэма, это не роман в стихах, хотя он по количеству строк превосходит сам Золбан Датувазов. Об этом тоже можно поговорить. И вот в этом смысле Насир Романович, конечно, он привнес то новое, и причем, ну, уровень европейской культуры, я бы так сказал. Некоторым это не нравится, ну, я в общении со своими друзьями, они говорят, ну что он там, он же зачем искусственно привнес ямбы, это же не наше, это чужое. Ну и вот эти все рассуждения о том, что западная культура это не наша. Конечно, это да, я с этим частично согласен, но тем не менее большая часть или больше явлений русской культуры это тоже по сути западная культура. Почему? Потому что они очень много берут именно из культуры античности, берут есть суть западной культуры. Мы, если бы знали бы китайский язык, мы бы оттуда очень тоже много взяли бы. Но, к сожалению, мы не знаем эту культуру, я имею в виду языковом плане. Мы больше всего знаем русский язык, мы оттуда как-то проникаем в систему западного мышления. И
В этом контексте, конечно, роман в стихах – это западное понимание романа. Конечно, это явление пришло к нам через Пушкина, а к Пушкину это пришло от Байрона. То есть Пушкин, он своеобразно полемизировал с западной культурой. Это, конечно, тоже полемика. Русская культура всегда полемизировала с западной культурой. И Пушкин, он, это своеобразно такая высшее состояние, как мне кажется, с Байроном, ну и со многими крупными достижениями западной культуры. И Моисей Романович, вот если коротко сказать, он принес как раз разнообразие жанра. Ну, допустим, у него есть роман в стихах, у него есть поэма, у него есть арпахи, у него есть обычные стихи. Почему он это делал? Зачем он занимался этим? Вот, а зачем нужно было? Тут я вижу ответ в Пушкине. Дело в том, что если кто исследовал Пушкина и хорошо его читал или хорошо его понимает, то Пушкин, почему он владел разными жанрами и писал в разных жанрах, и пытался это, он и сказки пишет, допустим, да, он и утешение эпиграмме пишет, он и роман в стихах, он, в общем, разнообразие жанров огромное. Никто до Пушкина так не делал. Почему Пушкин не делал? Потому что была объективная ситуация развития языка, и он сумел, то есть на этот период развития понимания языковой культуры, Пушкин попал, и он родился в то время, когда нужно было родиться. С Моисеем Романовичем случилось примерно то же самое. Он попал в ту почву, в то зерно, он в то время, когда это нужно было хакасскому языку. И он это реализовал максимально, в зависимости, конечно, от того, как, то есть от личной способности. Да? Ну, если коротко о Моисее Романовиче, я как человека его лично хорошо не знал, кроме личного общения, чисто как журналиста, когда я работал на радио, не более того. Но мне интересно было всегда его творчество. Почему? Дело в том, что после того, как я читал работу того же Михаила Ремеевича, очень хороший на хакасском языке, но если почитать его рубаи, то замечаешь, что рубаи Моисея Романовича это половинчатый тарпах. Это очень хорошо заметно. Почему? Потому что Михаил Ремеевич это человек традиционного мышления. А Моисей это человек нового мышления. Он, конечно, традиционное мышление, да, ему присуще, он хорошо знает хакасскую культуру, очень хорошо. Но это человек нового времени, на самом деле, для хакасской языковой культуры. И это колоссальное равенство между прошлым, которое, скажем, дошло до Курбежекова, до Кадышева, да, которые воплотили вот эту древность. Это огромное такое понимание или знание той древнейшей культуры. А Моисей Романович привнес совершенно новую культуру, новый язык, по сути. И, конечно, его читать, не все читают, и многие просто его не читают, не потому что сложно, потому что сам язык стиха, он требует определенного упражнения на самом деле. Упражнение, по сути, каждодневного чтения стиха, на самом деле. Если этого нет, то понимать Моисея Романовича, читать, как будет сказать, многие предлагают ее пугать, на самом деле. Вот, если коротко, еще бы я акцентирую момент на том, что вторая половина 20 века для хакасов, я бы, конечно, военного символизировал ярчайшее явление и сказал бы, что это... Здравствуйте. Конечно, Какой воспитанный молодой человек. Я никогда не пил с мужчинами, со всеми. Это внук. Внук. я заканчиваю сейчас свою небольшую речь. Я для себя отмечаю, что Моисей Бенев это символ. Я жил, по крайней мере, в его эпоху. На стихи не хотите? Кибалист. Почитать. К сожалению, я наизусть текстов не помню. Я пытался это заучить, потом я что-то Чуть стал позже, бороться. Кадышам Можно будет, тексты они всегда под рукой, можно будет почитать, если есть. Я-то занимался, прямо говоря, очень небольшой частью его творчества. Я все творчество не знаю. Это, скажем, поверхностное, очень поверхностное изучение на самом деле.
многие думают, что я очень хорошо знаю военную, нет. Это очень поверхностное изучение с точки зрения стиховедения. Вот. Это мне позволило хоть как-то немного понять его смысл. Мне было интересно стиховедение, почему? Потому что я сам начал писать, учиться писать стихи, и мне надо было понять, как пишутся стихи. И я пришел к технике, к стиховедению. И через Василия Ивановича Пейна, я начал понимать, что оказывается есть язык. Есть такое понятие. Оказывается, чтобы писать стихи, надо знать, что это такое. Ну, примерно так. Прежде чем дальше углубиться в его творчество, мы, наверное, послушаем произведение стихи Моисея Романовича на русском языке в исполнении Юрия Анатольевича Иванова. Да, я не знаю, насколько я могу быть исполнителем успешным, но вот когда я узнал, что сегодня у нас будет здесь встреча, у нас, к сожалению, здесь не нашлось книжки ни в Союзе, ни в Доме литераторов Моисея Романовича. У меня полное собрание. А? У меня полное собрание его. Да. Ну, все Я сборники, пошел в полное собрание. республиканскую библиотеку, в абонементный отдел. Искали, книг его не нашли. Но объяснили это тем, и это было приятно слышать, что книги на руках. Так что его, вы говорите, не очень востребован, значит, все-таки его читали. И потом они мне пошли в каком-то там отделе, нашли вот эти 4 книжечки. И знаете, я когда их стал смотреть, рассматривать, но это уникальные, раритетные, как говорят, книжечки. И вот я хотел бы их начать разговор с комментария легкого. Ну, во-первых, вот книжечка издана в 1966 году. Это сколько же было, если тогда лет, если 1937 года, считаем, да? А? 20? 30. Нет, почему? 29, да, получается? 29 уже, разве? Да. Но не важно, все равно молодой. Вот это первая книжечка, которую я нашел. Она издана. Но я обратил внимание вот на какие еще вещи. Тираж 3000 экземпляров. Раньше всегда так было, всегда Впечатляет, так да? было. Я знаю приблизительно гонорар. Потому что моя бабушка Издана в Красноярске. издавали. 3000 экземпляров. Это значит, что книжечка пошла во все библиотеки, и Да, школьные, конечно. и для взрослых, что очень важно. Ну, естественно, в продажу пошла. Четко распределяем. Далее смотрю, 1976 год, книжечка, да, называется «Текущие реки». Известно. Издана она, так, издательство «Современник», Государственный комитет Совета министров РСФСР. Издана в Москве. Да. Издана в Москве. Тираж, смотрим опять же. Тираж. 10 тысяч экземпляров. По всей России. По всей России, не по России, по Союзу пошла. Советскому Союзу, да. Советский Союз же еще был. Это тоже о многом говорит. Далее, еще одна книжечка, третья. Издана в Абаканском книжном издательстве, ну тоже приличным тиражом, тоже приличным тиражом. Тысячи, Тоже. наверное. А? Тысячи, наверное. Нет, 2000 экземпляров. 2000 экземпляров. Кстати, ее в магазинах нет. И, наконец, смотрите, что значит, он уже значил в те годы для нашей этой, ну, как бы, высокомерной Москвы и для Союза писателей. А тем не менее, его издают опять же в 1966 году издательство «Советские писатели». Это издательство Союза писателей СССР. Престижная, надо. И тоже тираж очень приличный. 9000 экземпляров. Да. Вот что такое, он как стартовал еще с молодых лет, на уровне, как говорится, был известен. Поэтому вот я когда сейчас слушал Сергея, и он говорил, что это действительно, ну, нечто необычное для культуры не только Хакасии, я думаю, но и для культуры России. И боюсь этого слова, но когда-то, может быть, такие маститые критики, как Виктория, скажут, что его надо рассматривать, или вот у нас Нина, они, может быть, скажут о нем как о явлении вообще мировой культуры и литературы. Вполне возможно. Вот
Я сейчас, опять же, слушал Сергея и думал о чем. Думаю, боже мой, как важно, чтобы его вот эту речь, его, я уже второй раз его слушаю, помните, мы собирались, да, там, и был очень подробный, интересный о нем разговор. Я думаю, если бы Сергеевич или там других товарищей слушали бы наши учителя, не только хакасского, но и русского языка, школьные учителя наши. И это очень важно. Почему? Потому что сам Сергей говорит, что его надо уметь еще преподнести нашим читателям, особенно школьникам. И в этом смысле, я думаю, нам стоит в перспективе Надежды Афанасьевны, Альбина действительно подумать, что мы можем сделать для того, чтобы пропагандировать творчество этого замечательного писателя, поэта. Я вот действительно полистал, я, к сожалению, вот до недавнего времени незнакомых, меня очаровывали стихи Валерия Майнашева, Анатолия Кыштымова, я вообще там не знаю как. Но вот когда прочитал Моисея Боинова, я вообще не любитель, как в спорте говорить, вот один первое место, второму бронза, серебряный медаль, третьему это. Каждый по-своему интересен, очень интересен. Но вообще я считаю, что действительно Моисей Боинов это какое-то явление необычное, божественное, я считаю. И это какое-то дитя, тоже любимое и земли, и солнца. Это вообще человек с каким-то огромным пылающим сердцем и какой-то чуткой, нежной, страдающей и высокой душой. Вот такое впечатление складывается, когда его читаешь. Он настолько тематически разнообразен, настолько глубоко, иногда очень метко проникает в суть того, о чем он говорит, вот просто пробирает мурашки иногда, когда читаешь. Вот на меня, например, произвело впечатление его стихотворение, и я объясню потом, почему, называется «Песни». Я позволю себе... Ну, ты с языка у меня снял. А ты на хакасском прочитаешь. Я песню на русском, а я на надо было вперед мне. От голодной военной чахотки мать моя умирала. Перед вздохом последним, прощальным, все она повторяла. Жалко сына и жалко мне песен, будет сын сиротою, а любимые песни, протяжные песни умирают со мною. Так уж маме казалось в горячке перед вечным покоем, руки в страхе метались, как птицы, умирают со мною. Этот страх стал тревогой моею. Не должно быть забвения песни, повести сердца живого и его вдохновения. Песни древности, не умирайте, будьте вечностью нашей, вровень с небом, высоким и звездным, с отдыхающей пашней. Словно песни кропил я росою, слово песни кропил я росою. Он заволновался момент. А он здесь с нами. Да. Слово песни кропил я росою, как живою водою. Удаль в них полюбил, что смолкает при стенании вдовьем. А настанет минута прощания с делами земными, я шепну моим песням печально: оставайтесь живыми. Вот такое проникновение, конечно, очень. И в чем суть? Это не просто стих, это как бы вот общение с памятью, это общение с матерью. Это память, она ему передала эстафету, которую несла из глубины веков, вот эти ее песни, это ее мудрость народная. Это он не говорит здесь подробно, но он очень, видимо, успел, многое впитал. И вот этот эпизод перед смертью ее, что она шептала, или там, может быть, ему казалось, или что-то еще. Вот как это передать было сложно, я полагаю, и он это сумел передать. А самое главное, он опять же дальше передает эту эстафету от матери. Он принял, и он передает ее вот в последних этих строчках.
Ну, я думаю, это, конечно, гениальные стихи. Это гениальные стихи. А вот так я не буду увлекаться, времени у нас людей много, Катя, наверное, хочет что-то сказать. Но вот так вот просто несколько таких вот еще буквально фраз. Вот послушайте. Ну как это? Вот, кстати, что еще очень важно. Вот в свое время я, когда руководил литературным объединением в Стрежень, у нас там был очень такой талантливый поэт. Один дядечка, царство небесное, сейчас его нет. Он настолько метафорично писал, у него буквально вот в каждом четверостишии там 2 строчки были, это метафора, это образ, это что-то еще. И настолько перегружал он этими метафорами, что это становилось чем-то нарочитым, чем-то, ну, и даже как-то в какой-то мере, ну, думаешь, ну, настолько загрузился, интересно вроде, а в то же время очень многое терялось, когда перегружены были его стихи этими метафорами. А у него, вот у Моисея, я обратил внимание, он очень бережно относится вот к такой емкой, яркой метафоре, очень, и вставляет ее действительно только там, где невозможно. Вот, допустим, он описывает, о степи пишет, у него целая поэма «Дума о степи», да? И вот я буквально 2 строчки, обратите внимание. «Камыш качается прибрежный, от сырьевого ветра пьян». Вот это надо увидеть, это надо прочувствовать, чтобы вот сказать эти 2 строчки. Это вообще, не знаю, так, Сергей, или нет? А? Надо еще посмотреть, кто перевел. Кстати, да, это надо смотреть, это очень тоже важно, чтобы это было созвучно, но, по-моему, это на русском языке. Не, виноват. Перевод с хакасского поэт Карпов какой-то. Да. Но вот мне Альбина Васильевна с Галиной, они все время, я так жалею, что я поздно, ну, стал вот хакасом-то, что ли. Я бы был молодой, я бы непременно выучил. А сейчас я пытался, у меня даже учебник есть хакасского языка, ну что там, 2-3 слова. Они со мной не хотят по-хакасски говорить. Как начнем только по-хакасски говорить. Да, они там свои секреты все по-хакасски. А Шпигацкий изучает, а он старше вас. Как? Шпигацкий. Выучил. Почти разговаривает на простом. Но вы это мне спасибо за такую подсказку, я с ним поделюсь, чтобы он Ой, поделился. скажут, давно она там этот. Вот Альбина Васильевна и Галина Григорьевна, они говорят, Анна на русском хорошо, а на хакасском еще Вообще. интереснее. Можно я продолжу ваш доклад? Да. По поводу текущих вот этих сборников. Вы сказали, вот вы русский читатель. Мой муж тоже русский читатель, он профессор тоже, русский язык преподает в КГУ. Так вот, поскольку я вам сказала, что у меня все сборники его есть собраны дома, поэтому иногда, не то что иногда, а ему интересно тоже, я же пишу еще о хакасских писателях, так вот, ему иногда просто очень интересно, просто для мозгов, у него феноменальная память, он запоминает с 2 раз прочитает. Так вот, текущие реки, вот эти самые, вот этот сборник хорошо знает. И слушайте, что было. Значит, вот в этом центральном гастрономе, пришел, говорит, я центральный, портрет у меня дома есть, и вообще везде портреты есть. Он его не знает вообще, Боинова-то. Ну и вот, говорит, стою за Боиновым в гастрономе, покупаем там продукты, одним словом. И вот он, говорит, считает деньги, мелочи. Считает, говорит, куча мелочей, это тоже бумажных рублей, вот так вот. И я ему сзади, говорю, жду, когда он тоже. И сзади ему говорю, текущие реки. Он, говорит, сначала не обратил внимания, а потом его осенило, поворачивается, говорит, да, это моя поэма. А он-то, просто мой муж иронизировал, что вот эти самые монеты. Он поэт у вас. Да, он пишет тоже. И значит, говорит, текущие реки, сзади его, в ухо говорит. А он-то не видит, кто сзади стоит. Потом перестал, говорит, считать, поворачивается ко мне, смотрит на меня так внимательно и говорит, да, говорит, у меня поэма есть. История. Вот вы когда оставите свой посты, там эти, кафедру свою, вот такие картиночки, вы знаете, какая будет замечательная книга, вот такие вот вещи. Воспоминания, да. И пришел, смеется, рассказывает, представляешь, Боин, говорит, свои текущие реки сейчас, говорит, считал. А я, говорит, ему, он, говорит, опешил. Сначала, говорит, не обратил.
А потом через минуту поворачивается и говорит, да, говорит, у меня поэма А есть. он ваш сходу стихи читает. Я в магазин иду, а он из магазина меня так за руку поймал и давай стихи читать. А я сидела, какого же Да, поэта? конечно, не читает. Но, Да, думаю, как раз позориться. поэт в переводе читает сразу, сходу. Когда я болею, я веду литературу Хакасии у нас на русском факультете. Так это иногда я болею, говорю, у меня температура, я говорю, слушай, говорю, я сегодня не смогу пойти. А у меня, говорю, лекция по литературе Хакасии для русских я читаю. На филфаке для русских отдельно. Для хакасов читаю. На хакасском языке у нас на филфаке, а для русских я читаю. А он мне говорит, какая там тема? Я говорю, вот такая. Он мне говорит, слушай, давай я пойду, говорит, почитаю лекции, говорит, наизусть все, говорит, этот период поэтов. Наизусть, говорит, я ему полностью буду декламировать. И мои лекции будут состоять из стихов хакасских поэтов. В переводе, правда. Что он хватает вас и говорит? Ну вот встретились там за руку взял и ничего не говорят, стихи давай читать. А я думаю, ой, меня позорится, думаю, кто же автор, кто же автор. Вот это продолжение, любовь, отношение русского читателя к поэтам. добивалась. Литература ваша. Творчество Моисея Романовича многогранно, и поэтому нам об этом более подробно поведают люди, которые изучали произведения. Это профессор кафедры Вы литературы. знаете что, я вот настолько уже много говорю, и тогда вот выступала на его юбилее, очень много, надо было меня предупредить, я бы еще, может быть, нового подготовила. А поскольку одно и то же говорить, мне не хотелось бы, поскольку это тавтология и неприлично профессору повторяться то же самое, говорите, что уже сказано. А вы вот Я такими просто- картиночками, какие вот только что рассказали, картиночками какие? Ну вот это вот картина. Это, если говорить о нем лично, как о нем человеке, о встрече его, просто-напросто он к нам в этот институт приезжал, вот, к парням захожу, рассказывала, да, короче, не буду это рассказывать, потому что это слишком интимно для публики. Но дело в том, что, как вам сказать, я с ним не Не то, что такого, он сразу увидела красавицу, сделала дверь. Это нормально. А вы без картинок каких? Да дело в том, что я привезу, он приехал как раз к нам в этот институт, там была, или на отдых он приехал в этот передел, ну, приехал к мальчишкам нашим, там Илья был, Коля Тупеков, Игорь какой. Я к ним зашла просто буквально на секунду. Иногда я голодная бывала, у мальчишек всегда угрем был хакасский суп. Иногда я изобретала и говорила, так, кормите меня хакасским супом. То же самое было тут. Просто денег уже не было, а у них всегда этот суп. Захожу, а там боинов. Сидят, конечно, там едят, пьют. И как меня увидели, говорят, Минсинадом. Упали с хохоту. Просто, говорят, да я тебя как в жену беру. Мальчишки упали с хохоту, и он разлыбался. И говорит, ну все, тогда он просто пошутил. А я пришла поесть. Ну, я с ними, конечно, посидела. Дело в том, что он очень сильно дружил с Сергеем Нербушевым. Они были большие приятели, друзья. В общем, да, и часто ездили они в Монголию, ездили, и здесь в командировки. В общем, там можно рассказать великолепно Валентина Гавриловна Шубаева, потому что через ее рассказ, потому что мне тоже интересно, я иногда в своих работах, критических работах, рассказывая о жизни писателей, вот пользуюсь ее рассказами, Татьяны Романовны, Галины Григорьевны, поэтому пока они живы, я тут все улавливаю, хватаю, а потом уже в доступном, ну, популярном виде выдаю в своих работах. Статьях, монографиях, пособиях. Просто мне не хочется повторяться, но дело в том, что я бы, знаете, отдельно бы работу сделала вот сейчас Ханна Тюнис. Вот эту самую работу отдельно выделила, да, и уже не о творчестве, не о лирике, у нее великолепный есть цикл татарский, татарская тетрадь. Это, ну, великолепный цикл, на хакасском языке он звучит очень интересно, красиво, вообще там любовь, у него, конечно, там любовь, вы знаете, до звезд.
И вот Я это люблю самое... целые созвездия, Да. себе и искорки не взял. Да. Вот это, вы знаете, вселенную он дарит к ногам. Вот кто из мужчин может себе позволить вселенную к ногам любимой? И вот это вот он в Татарстане, когда жил, и, видимо, вот эта огромная его любовь, она в татарской тетради, в цикле. Вы знаете, когда читаешь, просто-напросто представляешь себя вместо этой женщины. Но это, я думаю, каждый читатель и читательница просто... А на хакасском он еще интереснее звучит, потому что он уже не в переводе, а его в искренних словах. Кстати, надо сказать, что у него очень много архаизмов. В его произведениях много архаизмов наших старых слов, которые, в общем-то, многие говорят, почему не могут читать, понять его. Просто потому, что вот эти вот старые слова, которые дошли от бабушки, вот ни в одном словаре не найдешь. Вот Валентина Евгеньевна, по-моему, попыталась что-то там переводить у него. И она бегала к Михаилу Андреевичу, я помню, никогда не забыла, к Михаилу Андреевичу бегает. Вот я сидела там час, она раз 5 зашла и говорит: Михаил Андреевич, это что за слово? Михаил Андреевич в контексте прочитает, а это говорит, вот это, наверное. А потом говорит, нет, а это точно вот это. Архаические вот эти слова, у нас словаря-то не было тогда. Вот был старый словарь 60-х годов, и то он маленький, тоненький хакаско-русский словарь. Вот сейчас он появился большой, причем благодаря, конечно же, старым ученым, это Подочапова, Анжиганова и Субракова. И, кстати, почему-то в словаре вообще не упоминают, делали они умерли, и вместо них сейчас вот поставили новые фамилии, которые вообще... Единственный благородный Родион оказался Сунчугашев. Когда его фамилию тоже хотели вставить в этот словарь, он отказался. Он сказал, я не работал. Работали вот эти трое. И он отказался, поэтому я его за это еще больше уважаю. Мой тоже бывший студент. Вот мне вот это вот сейчас я хотела бы этим заняться очень скрупулезно и представить русскому читателю уже свой комментарий, свой анализ. Можно небольшую Да. Дело в том, что, опять-таки, как я лично понимаю, но когда поэты такого ранга пишут стихи о любви к женщине, предположим, Да. многие женщины начинают обольщаться, думают, что это они. На самом деле поэт пишет не о том, что он любит женщину, а он на самом деле по большому счету соревнуется с другими поэтами. Ну ладно, ради бога. стиля. Но мне... Но Это Валинова... интересное явление, по Пушкину я вас любил. Я помню чудное мгновение. Ну что? Да, То- Евгения часы красоты. Адресована. Да. Адресована. А у Жуковского, Евгения, оно, то есть Пушкин курсивом, просто период, да. Этим самым Пушкин говорил, что я пишу стихи о любви лучше Жуковского. Ну, они, конечно, верны. Ну, Жуковский пел о загробном мире. Ну, когда Он писал романтизм, о любви в том мире, а не в этом мире. Да, Потому что да. возлюбленная его умерла, и он так ее любил, и он представил себе, что тоже мертвецом, и поэтому он любил любовью загробной, вечной. Сейчас Поэтому там совершенно другие мотивы у Пушкина и у Жуковского. А у Военного земное совершенно подсели Да. новых небес, и спит гармонию небес. Ой, Подожди. телес. Это военного вообще. Ну, у него там спит все. гармонию телес. Да, и гражданские стихи. Вроде у бы него и тоже. земное, и в то же время суметь вот так сказать, это красиво. Вот мы говорим о соцреализме. Вот говорим о соцреализме. И вот чаще всего мне русские студенты задают вопрос. Виктория Алексеевна, вот у вас вся литература деревенская, потому что они период проходят деревенские 60-е годы, первый термин появляется в 61 году. Так вот, там Шукшин, Астафьева, они это хорошо знают. А они меня спрашивают, а у вас, говорит, подразделяется на деревенскую, городскую? Ну да, городская у нас тоже есть. Но у нас в основном деревенская. А потом говорят, а соцреализм как-то влиял на хакасскую литературу? Ну, я привела пример Ваинова. Ничего, говорит, там о соцреализме нет, там просто все свое. Он не подчинялся этим канонам, которые требовали, которые старались внедрять в писателя сразу же, чтобы он писал только соцреализм. А тут, говорит, нет, у нас вообще в хакасской литературе мало кто подчинялся этому соцреализму. В прозе есть, в прозе ну, есть. в прозе А вот, есть, я поэзии,
Да. Если взять Михаила Аршанова, первый он дошли Сундаквили, вождь пролетариатных колхозов. Ну это, да, и не только Ленин, он, допустим, там и Жуков есть, ну это 30-е годы. Топанов, кстати, еще. Топанович, да, Топан вообще и проза такая-то. Ну, у нас был, наверное, социализм. Ну нет, я просто говорю, что это было начало. Дело в том, что хакасская литература вообще появилась, сами знаете, архонная и египетская письменность. У нас это в переводе Приловского это есть, я это тоже показываю, что мы имели письменность в 5-6 веках, древнехакасское государство, и поэтому только возникла она в другом лице в 20-е годы. Поэтому хакасская литература не закончилась, она началась в 5-6 веке. Вот привожу пример, читаю стихи, рассказываю историю древнехакасского государства. Вот это в 12 веке поэма знаменитая азербайджанского поэта Низами, да, Гянджевин Низами. Я это тоже привожу пример северный, да. Вот северная страна, где живут, с этого еще начинаю. Я завлекаю русских своих читателей, студентов, именно с этого момента. И столько вопросов, а потом, когда прихожу в современность, я говорю, а возникла, снова возникла. Она исчезла, а возникла вот в 20-е годы, и рассказываю. И потом говорю, теперь сравните 17-18 годы русской, советской литературы. То же самое. Примитив. Серебряный век убрали, там 3 линии развития русской литературы. Они писали 100, люди за рубеж уехали. И 3 советские. Были писатели-дворяне высокого образования, серебряный, 19 век, серебряный век. А тут появились рабочие, крестьяне, красноармейцы, очевидцы вот этих всех событий, революции, гражданской войны, в том числе и Шолохова сразу же. Они Шолохова хорошо в школе изучают, поэтому это пример. И поэтому говорю, а в хакасской литературе оно появилось без всяких течений, потому что у нас она возродилась снова только на русской графике, потом латинской графике, потом опять русской графике. Ну, в общем, все это перечитаю, показываю им, какие были стихи у русских, сопоставительный анализ делаю, и посмотрите, говорю, какие у хакасов. Переводы, конечно, естественно. Ну, не замечаешь, не верится, что было такое идеальное государство. Но это... знаете, Это утопия, обыкновенная утопия. А представьте, что делает у Чернышевского утопия, Трисна Верпална? Совершенно утопия. Бетон, стекло. То есть это... Да, это воображение. Да, как он видит будущее. Да. пожалуйста. Да, вы посмотрите, что я могу рассказать. А почему-то вот я читала поэму Низами, и мне стал более близок Баинов. Мне кажется, Баинов близок к Низами. Вот прямо такая же у него широта, такое же восприятие мира. Через себя он все пропускает. И как он и я просто хотела даже ученому задать, почему у меня вот такое восприятие. Вот Низами читаю, а у меня в душе ассоциация к Баинову. Вот думаю, Баинов у нас так писал, широко. И вообще я считаю, что Баинова, наверное, когда он был жив, мы недооценили. Да, конечно, Я думаю, недооценили, потому что когда издавал книгу он, вот я была тогда главным редактором в издательстве, «Встречи на утренней заре», вот издавали, он так просил, говорит, дайте роман в стихах. А редактором была Татьяна Григорьевна Тачеева, она очень в литературе хорошо разбиралась, критиком была. И вот я как согласна, ну вот согласуйте с Шубаевой. А Моисей Романович пришел, говорит, давайте дадим стих. Я говорю, у Пушкина, Онегин, это роман в стихах, а у вас, говорю, поэма. Где была голова? А сейчас я читаю, ну все признаки поэмы, романа, все признаки, такая широта, столько много героев, столько там сюжетов, все признаки, а увы, не дали. А Моисей Романович, ну что вам, говорит, стоит слово роман или поэма?
И вот так и не разрешили. И я сегодня еще раз посмотрела, думаю, может, все-таки роман написано. Взглянула в книгу, написана поэма. Моисей Романович очень близок был к устному народному творчеству. Вот мы как-то ездили, когда работали в газете «Ленин Чула», ездили с Добров, и вся редакция были в Анжуле, ездили навстречу. И вот там встреча прошла, и вот едем обратно. И этот Семен Константинович Добров немножко пел, Тахпахи пел. И вот он вызвал Баинова на соревнования. Тахпах. Давай-ка посоревнуемся. Вот. Я даже не знаю, почему Семен Константинович говорит, я буду победителем. Посмотрим. И знаете, это было что-то фантастическое. Это сколько километров от Анжули до Багана? Ну, 180, да? Ехать там на 2 часа. О, нет, не 2 часа, часа 3 или 4 ехали. И вот стал, а Баинов пел. Он Тахпахи не так просто читал, он пел. Он как запел и пел, а потом Добров. А Добров говорит, я, наверное, не буду петь, у меня, говорит, голоса такого нет, и охрипну я. А он читал. И вот только до Таштыпа, и где-то, наверное, и 1 мая хватило Семена Доброва сил. Только до 1 мая он мог читать, и все. Но все, говорит, он встал, Семен Константинович, говорит, я преклоняюсь перед вами. И у меня все, у меня кончились Тахпахи мои. А Баинов пел до Багана. Его невозможно было остановить. Его невозможно было остановить. И причем пел такие вещи, которые мы никогда не слыхали. Значит, у него это в душе все было. Пел и пел и пел. И потом, во времена Кирчичакова, мы постоянно ездили по селам. Целые могли, Галина Григорьевна иногда ездила, но в основном ездили поэты Козловский, Майнашев, Баинов, вот ездили. И вот в одной деревне, сейчас я не помню, но где-то в Таштыпском районе, женщина встала и говорит, Баинов, я, конечно, не понимаю ваши стихи, вы лучше, говорит, не пишите. Вот женщина, доярка, так сказала, вы лучше, говорит, не пишите, я не понимаю. И мы, говорит, доярки, мы им книги продали, мы возили книги, и там тоже был. Мы, говорит, тут почитали, ничего, говорит, не поняли. Вот, доярки прочитали. А Моисей Романович встал, сказал, до моих стихов надо дорасти. Вы, говорит, еще не доросли. И вот я тоже считаю, что я, наверное, вот работала, я не доросла, наверное, я равнодушно относилась к Моисею Романовичу. А сейчас я равнодушно относилась к его творчеству, не к Баинову, конечно. Вот. А сейчас считаю, это просто выдающийся поэт. Выдающийся поэт. И что удивительно, как он все во всех даже маленьких стихах, он все через себя преподносит, через свое восприятие мира. И если он о Хакасии говорит, воспринимаешь не только Хакасию, весь мир, всю Вселенную, и понимаешь, как он любит этот мир. И вот я просто удивляюсь, это, наверное, я даже у русских не встречала поэзии, чтобы человек так
через себя преподносил Вселенную. Он великолепно писал на русском. На русском, одинаково. на русском языке. И недаром, когда мы поехали, я не помню сейчас в каком году, ездили в Якутию группа писателей. Галина Григорьевна, вы не. Да, группа писателей ездили. И там была встреча с писателями. Крупная встреча была. И вот встают якуты, читают свои стихи, встают хакасы, читают свои. И вдруг одна девушка встала и прочитала Боинова. И так великолепно читала. И мы поняли, что Моисей Романович не только Хакасию знает, его и в других регионах знают и любят. И вот, и даже скажу больше, вот свидетель у меня Карачаков, Сергей Егорович, в Монголию, мы на празднование Чингисхана с ним ездили. И там тоже монголы организовали встречу писателей, встреча была. И там тоже монголы читали, ну, они на своем языке читали, конечно, мы не поняли, что... Но нашелся парень, который у нас не то в Петербурге, я сейчас не помню, не то в Москве он учился. Вот. И откуда, я даже тоже не могу знать, он несколько строк прочитал Боинова на русском языке. Я прям чуть не заплакала от радости в Монголии услышать Боинова. Я сказала: спасибо вам, что вы знаете нашего поэта. И это говорю просто я. Вы, говоря, осчастливили меня. Вот. И действительно я была счастлива, вот это, когда прочитали. И поэтому я считаю, что Боинову надо сейчас, поскольку сегодня мы о творчестве идет разговор, надо подумать об увековечении памяти Боинова. Надо назвать не только, пусть это в Ашанове, где-то Хазлсалде, где он родился, или еще что, а даже в Абакане он достоин. Вот в Абакане, чтобы ему бюст поставили, чтобы и улицу назвали, он достоин этого. И вот я прошу Союз писателей, вот это мои слова не только как праздные, красные словца принять, а запротоколировать и подать куда надо, действительно, а его надо увековечить. Улицу назвать, у нас много улиц, даже зеленая улица есть, почему нельзя назвать улицей Боинова? Вот. И он достоин. И мне кажется, еще как-то тут никого нет, кто присутствовал в этом. Надежда Афанасьевна, вы же там, по-моему, были. Сейчас издаются книги классиков хакасской литературы, классиков. Ну вот, первый у нас издан Тамажаков, вот, и еще кто там у нас издан. И вот я предлагаю, чтобы его издать как классика хакасской литературы подарочным изданием, именно подарочным, включить туда все, и его стихи, и его поэмы. И еще что я обратила внимание, я читала Боинова на русском языке и на хакасском. Мне кажется, Боинова пока еще никто не перевел достойно, на высоте именно его слогом. Его слогом. Кстати, у него не всегда рифма может быть, но настолько ритм, заложенный внутри, настолько четко. Я читаю это как песня. Это песня. Его ритмичность и рифму даже Майнашев признавал. Ага. Боинов лучше меня. Раньше мне очень близко было творчество Майнашева. Я всегда всюду хвалила, говорю, лучше Майнашева никто не пишет. А сейчас Майнашев есть Майнашев, он тоже гений.
Но мне кажется, лучше Боинова никто не пишет. Я просто в диком восторге от Боинова. И еще раз я повторяю, чтобы вот наше вот это собрание или наш вот этот форум так просто не остался, мы должны прославлять, мы должны его имя оставить для наших потомков. Пусть и в школе изучают, и все. И, наверное, действительно, Моисей Романович прав был, что до него надо дорасти. Он немного впереди идет, как поэт впереди идет. Ведь Маяковского тоже не понимали в свое время. Маяковского не понимали, и ему в лицо говорили. А вот не понимали. А вот надо его глубже изучать. И мне кажется, еще о школах мало даются вот эти, на изучение вот этой литературы. Это, Нина Семеновна, вы близки к программе, но я посмотрела, мне кажется, столько часов дают, это там не изучишь такую. Ага, мало. Ваше предложение очень хорошее предложение по поводу бюста. Я бы сказал, вот надо поставить памятник рядом с Пушкиным. Понимаете, они очень хорошо будут смотреться, они как раз органично там, с одной стороны Пушкина, а с Боинов. Некоторые у нас как раз говорят, ну почему Боинов, кроме Боинов там некуда поставить рядом с Пушкиным. Да. Только Боинов он там, не бюст, а памятник он дал там. Да. А вот что там можно, конечно, подумать. И может появиться мотивация познать Боинова более глубже. Да. Великолепно. Ну, спасибо. Я бы много говорила. Еще одна реплика по поводу вашего доклада, по поводу перевода. Дело в том, что, видите, Кипчакова почти полностью переведен, Доможаков почти полностью переведен. А Боинова ведь тоже переводили, тоже так, хотели полностью, но он не соглашался. Отказывался от этих переводов. Переводил сам, пытался, потом давал на пробу. В общем, это был тоже очень творческий тяжелый труд, перевод его произведений, потому что он не соглашался. Поэтому у него очень мало переведено по сравнению с тем, что он написал на хакасском языке. Переводов вот. Я знаю, что он не соглашался. Вот у меня 3 пьесы московские переводчики переводили, и я ни один не восприняла, ни один. Но так как я молодая, со мной не посчитались, и все равно издали в Москве, не посчитались. А я письменный отказ написала, что я не... Они знаете, как переводят? Все вот эти хакасские непереводимые пословицы, поговорки снимают, убирают просто, как ненужное. И остается голые там текст, плохой русский вот остается. Ну, в далеком Ане вот перевод читаешь, или как раз это же вообще земля нет. Да. Поэтому они поругались с этим Доможаковым. Но можно сказать о сюрпризе. У Союза писателей есть сюрприз. Вот тут написано «Дар», вот на папке. Елена Антоновна Авдиной, Союз писателей Хакасии, май 2017 года. Елена Антоновна Авдиной исполнилось 94 года, 30 числа. И вот она, как ни притухни, она, вот я Боинова еще хочу подарить Союзу писателей. И вот она такой дар сделала. Вот я в руках держу, я объясню это самое. А вот тут вот еще Майнаша. Она вырезки текстов сохранила. Вот, ну, книги, к сожалению, Майнашева уже увезли родственники. А вот тут Боинова сохранилось аж 2 книги. Значит, вот там Солбан Готовазов и «Текущие реки», вот это. вот это Елена Антоновна, все это в одной папке. Значит, и еще, значит, это газетные вырезки ее. Вот, смотрите, с его, значит, портретами. Это все ее. Вот. И она, смеясь, мне сказала, Боинов мне говорил: Елена Антоновна, обо мне не пиши, ты в стихах не соображаешь. А я все равно написала. И вот ее, от ее руки написаны вот эти
инвестиции она вложила, спасибо ей большое. И вот тут еще Альбины Кошелевой, я немножко, значит, расскажу отсюда. В общем, родился в 1937 году в Хакасском Мале Сауте. Отец ушел на фронт, Роман Петрович, колхозный тракторист, и не вернулся, оставив сынишку 4-летним. Вот. Мать, значит, когда уже умерла в 45-м году, она оставила завещание людям и сыну, которое запомнил на всю жизнь ее последние слова. «Мы море воды испили, горы травы скосили, нам пора. Я понимаю, я больше не встану с этой постели, но мне жалко оставлять на этом свете песни и сына. Песни сгниют в моей груди, в сырой земле, а сына сберегите, люди добрые, он остается один». Вот. И, значит, я снова повторю слова, вот, которые вы зачитывали, заканчивать. Мать из какого рода? Пазл Бинжа. Ага. Столетнюю тяжесть. Столетнюю Нет, тяжесть. Бабушки. Ну ладно, читай. Столетнюю тяжесть на спину взвалив, выходит в путь мой белый жеребенок. А белый жеребенок, пишет автор, вскоре превратился в поэтического Пегаса. Вот. И заканчивает, значит, его словами Боинова: «А настанет минута прощания с делами земными. Я шепну моим песням печально, оставайтесь с живыми». А они великолепно умели читать, что Боинов, что Майнашек. Я расскажу такую интересную вещь. Значит, Чебурашка магазин был детский, наверное, помните, да? И там продавцы все молоденькие, и среди них только одна, это хакасская моя дочь. Она приходит, говорит, вот там так возмутились продавцы, тогда же организовывали в Парторге, организовывали встречу с коллективами трудовыми. И назначены были Боинов с Майнашевым там стихи читать. Говорит, придут тут, это время у нас отнимаете, нужны нам эти стихи. Вот девчонки там взволновались. Я потом, когда это пришла, говорю, ребята, читайте так, как будто читаете в первый и последний раз. Там вот такое возмущение. А потом после этого мероприятия вечером дочь приходит с работы и говорит: обалдеть! Именно вот такое слово запомнил. Обалдеть! Как эти два поэта читали! Она говорит, у меня прям мурашки по коже. Как они читали! Вот, так вот. Вот такое великолепное впечатление оставили. Вот, значит, они умели читать. Вот, казалось бы, негромким голосом, да, это же негромким голосом. И вот там Солбан Датогасах, вот отсюда я из поэмы зачитаю. Жатханны арлап, элегнаны, хайжихалларны сиртвше, шыллар теренам хайвасалы, но шир ортарын келше. Менде ам одырып отсонда, олған шылларым айны дим, шолда аттарның тирін солтсы, хайжа мен тақпы тамызим. Көге шаялғын көкшелерінің көглік аяны су қоспин, шүреме сип қалған көглерін түнмен базоқ қатып амзин. Аплодисменты. Вот, ну, еще мне хочется рассказать, они как дети были, вот последнее я сейчас расскажу. У меня много таких картинок, воспоминаний, но вот это, короче, приходит Нербашев, у меня сказали, хрусталик надо ставить, ищи деньги, я председателем тогда, ищи деньги, хочу вот читать даже не могу. А следом Боинов, а я знаю, что они большие друзья приходят. Вот у меня тоже это сказали врачи, хрусталик надо ставить, ищи деньги. Ладно, но в то время добывать деньги было легче. Вот эти
как-то проще время, что ли, было, попросишь в организации. Немножко же давали. Да. И вот я, значит, от Союза писателей пишу туда-сюда деньги, там угольный разрез, там еще куда-то. И деньги перечислили сразу туда, в больницу. Ладно. А подвижки-то не идут и не идут. Не идут и не идут. В декабре, где-то уже после начала декабря, звонят и говорят, деньги ваши пропадут, вот как на Новый год, как перейдет время, все. Я думаю, как же мне их увезти? Я разговаривала до этого несколько раз, я поняла, что они боятся. Ладно, я звоню Зое, говорю, давай, вычисти своего супруга, Ваня выкупай, чтобы нижнее белье чистое было, Боинова тоже. Я говорю, в больнице, позвони с офтальмологической больницы, стихи читать просто. А в то время, вот сейчас бы такси взяла, все, а в то время как-то в моде не было. Они пришли, мы идем якобы стихи читать. Я их в руки, сама посередине, и прямо довела, а мне сказали, в какой кабинет. Я завожу в кабинет, а там полутень, русский доктор. Я говорю, вот привела вам, оперируйте, вот хрусталики уже готовы, деньги перечислены теперь. О, ходи, мы уже стихи пришли читать. Я говорю, сдаю вам, и больше их не выпускайте. Операцию сделали, вот через месяц Моисей Романович приходит. Меня проинструктировали, что с женами не спать, вниз глазами нельзя находиться, там дрова не рубить, тяжелую работу не делать. И вот после операции я побежала, их инструктирую. Так-то так. Жен, да? Ага. Целый месяц. Я говорю, Василий Иванович, целый месяц. Такой хохот стоял. Ну ладно, через месяц уже после выписки Моисей Романович приходит. Ой, Галя, я читаю. Я могу читать. Вот теперь надо этот второй глаз как-то тоже оперировать. И Каркея Зоя пришла, говорит, ой, Федор Каркеенко, прям они так довольны, говорит. А вот почему-то так не получилось, что они не захотели, что ли, второй хрусталик поставить. Ну вот я заканчиваю на этом. Вот здесь имейте в виду, что у нас есть папочка, вот да, прямо написано. И вот эти газетные вырезки и две книги. Теперь уже будем хранить И Маняша мы сюда уже вложили, наверное, или Тоже да, тоже. пусть. Ну да, конечно. Галина Григорьевна, я только реплику брошу к вашему выступлению. Это тоже в советское время было. Поехали выступать мы, 45-е училище, тут есть такое училище. Боинов, Майнашев, я и Черпаков, Кильчичаков пошли выступать. А дети не хотят идти. При нас мальчик говорит, говорит, Америка, что ли, они откроют? Да не пойдем, говорит, лучше, говорит, кино я пойду посмотрю. Не хотят. И вот эти преподаватели взялись за руки, их загоняли, как овец в зал. И никуда не пускали, ловили прямо. Посмотрел этот Майнаша. Ах, как досадно. Говорит, нас же ни во что не ставят. Давайте докажем, ребята. Боинов говорит, докажем, давайте. И все почему-то напали на Черпакова. Он у нас выступал, прозаик был, и тянул. То там что вспомнит, то что-то забудет. Занудно. Занудно выступал, видимо. Ну, он так тему закрутит, соображаешь, куда сейчас И вот, и все на него напали. Ты, говорит, здесь, говорит, как на экзамене на государственном будет сдавай четко и читай так, как будто, говорит, последний раз
тебе дают возможность вот так. И меньше всех будешь говорить. Вот Баинов и Майнаша, их это так задело. И вот, ну, Америку, говорит, что ли, откроют они. И потом читали. Вы не можете представить, вот живой свидетель есть, плакали. Аля Шанова, там наша моя одноклассница, она навзрыд плакала, завуч, русская женщина, я не помню фамилию, она так плакала. И вот эти девчонки там были с первого ряда, все плакали. И когда вот это кончилось все стали бежать, трогать Баинова, трогать Майнашева и даже гладить. А Моисей Романович такой был, не любил он, наверное, ласку. Не надо меня, говорит, трогать. Вот они прямо трогали, как будто вот, поддержать. И потом, вот они нас не хотели, и вдруг организовали стол. Застолье организовали, нас покормили, и вызвали такси. А мы же автобусом поехали. Вот на таком высоком уровне поэты, вот это именно Баинов, Майнашев, они так подняли. Я о своем предложении забыла. Я не знаю, имею право или нет, потому что это авторское дело. У Люды Костюковой живой голос Баинова Тахпахи поет. И причем там она на радио работала же. И целая передача Тахпахтарова вообще. Я ей говорила, вот когда вот эту книгу издавала, говорю, сделай вот с пленкой, вот как ее эту книгу, но с приложением. Почему-то она не сделала. А у нее она есть? Да, было живой голос записан, она на радио работала. Да нет, я говорю, у нее он сейчас есть на руках. Есть, так можно ее переписать. И еще у вас есть... Она никому не дает. Это просто надо вот как-то уломать ее, чтобы вот издать. Удивительно. Ага. И это очень важно было бы вот с приложением, это вообще было бы чудо. То есть по изданию, то, что ты сказала, вот к этому я предложение делала такое. Да. Как ты с И ней думаешь? еще тут не отметили, Баинов всегда боролся за чистоту хакасской поэзии. Очень, как никто, я сейчас даже не вижу, кто у нас борется, а он боролся. Вот раз я в телевидение привела женщину, которая писала стихи, Алтунгашева Мария. Вот она читала, и когда она ушла, Моисей Романович, вы, говорит, почему, говорит, вы ей доверили поэзию? Говорит, вы же позорите хакасский народ. Разве, говорит, поэзия наша на таком уровне? Говорит, не надо кому попало, говорит, доверять поэзию. Вот. И я на всю жизнь запомнила его слова: не надо кому попало доверять хакасскую поэзию. Это, говорит, у нас единицы могут на уровне преподнести поэзию. Вот. И надо нам, наверное, сегодня тоже бороться. Иногда я читаю в газете, ну, такие слабые стихи, но дают их, дают. Сейчас ситуация изменилась. Дело в том, что хотя бы, дай Бог, что каким-то образом пытаются люди рифмовать. И то, да, тема такая. Тема сложная. Тема сложная. Вот на конкурсах бываем мы, когда на разных ребятишки поют, читают там стихи, с акцентом говорят. Сначала меня прям так распирало, с акцентом, а теперь думаю, хоть так, то говорят. Уже мы на акценты, на все внимание обращать не стали. Надо, конечно, стремиться за чистоту языка, но с другой стороны, надо приветствовать наших всех, кто хоть как-нибудь говорит. Потому что вот к стыду своему у меня 3 дочери. Ни одна путем не говорит по-хакасски. 2-3 слова там еще. Маленькие были, разговаривали, а сейчас совсем перестали разговаривать. Так еще Настя поет же, играет на инструменте. Раньше пела хакасские песни. Хакасская песня она пела. Пела, но, а теперь она что-то
прям как-то, не знаю, вот мне трудно, дескать, она не то, что не любит, она любит. Но вот как-то вот это, ну, раз я уже заговорила дальше и дальше о Моисее Романовиче. Ну, я уже всем рассказывала, что рекомендацию мне один из наших давал Моисей Романович. Я-то его тогда сильно-то я вообще не знала, что существует союз писателей. Как я ходила, тут никогда ничего не видела, вот так что в землю уткнувшись. И потом Галина Григорьевна, когда меня выловила, выудила, что я пишу, ну, я что такая? Моисей Романович с Петра Васильевича юбилей 85 лет отмечали, очень широко отмечали. Это Антонина Семеновна первый раз так отмечали, Тутачикова затеяла. Ну и вот тогда очень много приезжало народу, Валентина Евгеньевна приезжала. И Моисей Романович приехал, а я его видела полненького фотографии в школе-то, когда изучали, лицо полное. А тут мужчина в такой лохматой шапке, я уже рассказывала, лохматой такой шапке, худенький, в очках, а я такая, всех распределяю, я там командую, парадом распределяю, кто где будет жить. Евгения, бедная на меня, так смотрит, куда она попала, ее там захватила одна женщина, никому не отпускала. Ну и, в общем, и я говорю, а вы кто такой? А он так скромно говорит, Моисей Боинов. А, Боинов Моисей. Ой, говорю, извините, я вас не узнала, потому что, ну, или в школе учите тут. Ну, а потом, когда уже в Союз, а потом он такую хвалебную статью написал в газете обо мне, там все. А я потом в ответ написала. Ну, там смеялись, ну, между собой. Народ-то не смеялся, а Супреков, Толя, там это, кукушка хвалит, я тоже написала хвалебную. Ну, потом... А когда уже меня в Союз, Галина Григорьевна говорит, давай вступай в Союз, у тебя столько фахов, а ты это... Ну, а кто рекомендовать будет? А я, видимо, наглая была и вообще никого не знала. Никого не знала. Галина Григорьевна говорит, я тебе напишу рекомендацию. Я говорю, о, у меня знакомый поэт есть, Моисей Романович Боинов. Я наглая к нему. Дадите мне рекомендацию Наташи Ахпашевой. Наташа написала, Александр Иванович Катажеков, Илья Прокопьевич такой. Ну и вот, а Моисей Романович сразу говорит, а вы тахпахи-то у вас, а не берете ли вы тахпахи Петра Васильевича Кубежекова и Анны Васильевны? А я думаю, мои тахпахи, видимо, что-то стоили, раз Моисей Романович так сказал. А я говорю, мои тахпахи, разве можно с их тахпахами сравнить? Ну и заплакала. Я говорю, может, вы осталось от них? Я говорю, мы жили в нищете, у меня даже магнитофона у нас в семье не было. Записать. А у кого? А ума, хоть на бумаге-то все это себе записать-то не было. Анна Васильевна, казалось, будет жить вечно. Маму свою даже путем не записала. Анна Васильевна скоропостижная, абсолютно была здоровая. И так вот получилось, ушла. Ну, а потом... Моисей Романович, видимо, видит, что это. Я говорю, я пишу свои, их это. Я разве могу их присвоить, потому что вот мне все время хотелось, чтобы мои родственники все писали, говорю, пели тахпахи, пели. Записать их ума не хватало, а то, что их тахпахи присваивать, мне надо было моей целью поднять, наоборот, их имя. Я так считала, их имена поднять, но они не так, на уровне таком. Но мне самой только остается соответствовать. И вот Моисея Романовича, читая, вот, я сначала, вот как эти доярки, я, конечно, не на уровне доярок, а вот когда его стихи начала читать, по первости, мне тоже как-то было сложновато. Я не говорю, что я не понимала. Там, да, у него старинные слова. Да. И потом, да, и я спрашивала вот это слово тоже у Галины Григорьевны, то еще у кого-нибудь там спрашивала. А потом, когда я уже дальше больше, я теперь уже почти без ошибок пишу, Галина Григорьевна говорит. А недавно сидит, а так говорит, ой, написать бы как Моисей Романович. Я бы в своем стиле пишу, в своем стиле. Ну и вот, в общем, вот у Галины Григорьевны тоже такая энергетика, взяла мне все в голове, перебила.
И это, ну, сильная в смысле. Ну и вот, о чем я говорила-то? Сидишь тут. О том, что плагиата не было, рекомендации. Ну рекомендацию он мне потом все равно написал. Я когда сюда пришла и тут хотела к Галине Григорьевне зайти, я могла только обратиться к Галине Григорьевне, поскольку вот этот праздник, когда проводил НМЦ, тогда еще назывался. И Галина Григорьевна ответственная была. Остальные все приезжали позже. Я выехала раньше, и Галина Григорьевна. И я там по деревне носилась, всех. Как-то плохо срабатывает вот эта агитация, что это объявление они должны были вывесить. Заранее уже давно созвонились, что на клубе, на магазинах там повесьте эти объявления, у конторы. Когда мы приехали, нигде ничего нет. Никто ничего не слышал и не знает. А вот уже через 2 дня юбилей, 3 дня. И вот я носилась по всем этим домам, по всем, в одном селе, в другом селе, что приезжайте, будет юбилей Петра Васильевича. Народу приехало много, и вот Моисей, ну вот я к Петру Васильевичу пришла. Но Моисей Романович, конечно, уважал Петра Васильевича, Анну Васильевну, он ее знал. Но что я хочу сказать, вот пришла наконец-то в свою колею, что читая, а сейчас дальше больше я понимать стала литературный язык и все это, и Моисей Романовича стихи, но вот магия, он обладал вот магией стиха, вот все, да, гипноз, все таинство, все вобрал, вот кажется, те же слова, то же самое, но вот так он их и поставит, и вот и слово вот современное, он его не то что вывернет, а вот в старину как-то обратит по старину, с другим старинным словом. И получается настолько высокохудожественно, настолько вот восхищению нет предела. Правда, теперь, когда... И я еще, поскольку я пишу тахпахи и пою, вот Моисея Романовича тахпахи, вот когда любые тахпахи возьмешь на какую-нибудь мелодию, там, на кызыльские разные мелодии не споешь. А вот его тахпах любой возьмешь, вот у него ритм такой, что на разные мелодии подходит, потому что, а это вот как раз уровень такой высокий, потому что ни слога лишнего, ни недостающего слога, но, в общем, очень эти, в общем, не убавить, не прибавить. Я маленечко зачитаю, тут так много говорили об этих, как они здорово читали, я этим не отличаюсь. Ахарда Тюрян Тахпахтаром отсюда тогда это самое. Ахаршазда Ахулум Айним Сузуна Кистепше Адамның шире Ахпулу Адаурае Чиксипше. Чиксинче. Вот видишь я еще. Вот Ахун, Адам Шира, Ахун, но надо же вот такой вот. Ага, такие сравнения, такие метафоры у него. Кохаршазда Кохун, Кунын Сузуна Кистепше, Ижемным шире Кохпулу. И Жеурей сообща. Ну прям у меня, когда я его читаю, Магус похоже идет. Хазылир сузы ихкадым, хуюн нашили ой лапша, хабы хуюнта сейчас чаным, хынчан алынзар учуча. Прям у него любовь, вот такая любовь сквозит к своей родной природе, к матери, везде вот такие, настолько лиричные такие стихи. Вот бывают тоже лирические стихи и как-то за душу не тронут. Ну даже и тронут, а дальше, ну поволновался, отошел. А здесь и послевкусие такое, после этого прочитаешь, а потом еще обдумываешь. Ну надо же вот так вот придумал, именно вот так. Ağının bazı arsanım, aptı güsterim ahçarlar, aptı öskürgen ahçazım, arı тынызым ахарлар. Но вот и вот чистота, вот настолько все подобрано, вот ахарлар, вот у него вот такая чистота, такой слог, такой вот звонкий, и вот видишь,
вот, например, чьи-нибудь стихи читаешь, а иногда приходит, вот, но вот он призывает к добру, к тому всему, а мы знаем, что он не такой. А вот когда вот эти стихи читаешь, вот даже в голову такое не придет, что пишет одно, а сам типа вот такой. Ага. Ой. И вот у него Алгастар тоже вот такие мне прям очень нравятся. Адам шулаз ахзых аргам жикурбин ойлазым, арлазы бюскен парчоным, ардах зумбин чуфтазым. Ижем шулаз көкізых көлігні көрбин ойлазым, көленген минің асшоным, көріргесілік чуфтазым. Вроде бы те же слова, тоже слова, но прям настолько задевают за душу. Ну вот мы с Сергеем Александровичем разговаривали тогда вот насчет памятника Пушкину. И я думаю, прям это настолько своевременно. Мы с Надеждой Афанасьевной, конечно, с таким предложением выйдем к министру культуры. Дальше там это. Еще я вот Валентину Гавриловну тоже поддерживаю, что вот надо выпустить бы его избранное, подарочное, да, избранное, вот это вот его выпустить. И вот с приложением бы вот Люду Костякову еще убедить. Это бесценный вот потомкам нашим, вот это вот мы, каждый человек на земле оставляет след какой-то. Вот то, что мы ради Боинова сделаем, все-таки я перед Боиновым очень это самое, девочки, перед Боиновым я в большом долгу. Это, вот понимаете, я тогда себя, у меня самооценка, видимо, такая была. Он пришел не кому-нибудь, а ко мне пришел и попросил написать Хандермис, как вот, что вот Тахпахшин роды и я тогда еще даже семинарию не написала, а что вот имя ой, я на хакасский пришла, что много слышала, много знаю, что вот такой Ахтунумах, не рецензию, а что-то отзыв или что-то попросил написать. А я такая боялась еще писать, а потом еще как-то все вот так. И раз, и Моисей Романович умирает. Я так и осталась. Только после до меня дошло, что вот у меня такая была самооценка, что все-таки он меня понимал и ценил, видимо, что попросил именно меня написать. И мне вот это вот, если будем делать, мне тоже надо вот это сделать. Обязательно надо выдать. И нам с Галиной Григорьевной, может быть, мы найдем следы Хантовис, которые он своей рукой писал, переводил. Вот если найдем, это тоже будет вот это вот все в совокупности, если сделаем, то наша перед ним вот на русский переводить. Да, на русский язык. А что, у вас что ли есть? А в нашем архиве. Да ты что? Да. А кто отдал? Да. А кто отдал? Ну, задепонированный номер, чтобы не потерялся, кто-то. Да. Здесь все время, может, Люда отдала? Да, Вот никогда не думала, что Тахпахи вызовут слезы. Да еще у меня начитавшихся стихов там и так далее. Но когда Варвара не стала, принес это Тахпахиное издание, я читала, просто рыдала. Вот, помнишь, мы тут издательство было? Вот читаю, и у меня слезы катятся. А потом думаю, ну как я с Тахпахом, ну как он сложил все это? Почему я плачу так, непонятно. И вот еще спасибо гений, да, гений. Спасибо мне Моисею Романовичу, что еще вот так вот вроде Тахпахи, да что там это за Тахпахи? А он Тахпахи тоже поднял на такую высоту, поднял вот на достойную высоту. Ведь это наше было исконное, родное. Ведь умели, народ-то какой был песенный, певучий и талантливый. Мы между собой там разговариваем, как хакасы, совершенно неграмотные тетеньки, ага, и могли тоже, во-первых, слагать так высокохудожественно, а во-вторых, вот сейчас я вот русским тоже интересно будет, это женщины вообще типа моей мамы, моя мама умела писать Е букву, В и К, это роспись ее была, Евдокия Васильевна Курбежекова.
печатными буквами, это она, у нее столько грамоты было, она в школе не училась. Ее, когда ликбез был, научили. И вот женщины ее возраста, они некоторые тоже не учились в школе. Но какие-то были киргизы у нас там работали, сосланы или откуда, как они были. И вот мама мне пела такую частушку, типа, они работали на свинарнике. Ну, я почему от Моисея Романовича ухожу, я про народ говорю, вот про Тахпахи тоже. И вот одна поросюшка, значит, выскочила из клетки и побежала. А женщины, значит, поют этому киргизу. Шошхападина телятниктан ойла парады шошхападина, нога корбедыгана харгаздубина. Из телятника выскочил поросенок, падина, ну, пакость такая типа, да? А ты почему не видишь, это харгаздубина, киргиз-дубина? И вот абсолютно все в рифму, абсолютно неграмотные женщины. Теперь я расскажу ваше. Дело в том, что я с деревни, с такой глухой деревни, ну, Таюшин тупик, я родилась в Верхней Силе, там дальше тайга идет. Так вот, все праздники, все гулянки, не песни были, а тахпахи. Все, а я, может, дети маленькие бегали вокруг, там среди этого, не плясали ничего. Как начнут тахпахи, все подряд, и мужчины, и женщины. Я еще удивлялась, как будто бы вот, я про себя думала, где они вычитали это все? Я же не знала, что это импровизация. И думаю, ну где же они? И все, тоже неграмотные же все, и все подряд, вот большой стол за столом сидит. 7 ноября, Новый год, там, Пасха соберутся, и все с тахпахами. А состязание там такое рождается. Да. И я вот почему-то вот это записывают на радио, но там пропустят, и, может быть, потом есть. А вот сборники выпускали бы, потому что когда ты в таком стрессе, ты поешь, а потом опомнишься, а потом после этого состязания ты там вот это чуть-чуть помнишь, вот это, что она пела, там что-то, ну, в общем, в общих чертах, что ты там пела. Там пойдешь и трясешься в таком волнении, потому что надо суметь ответить, а почему-то вот это вот тоже не издается, где-то записывают же. Вот посмотрите, Моисей Романович, с его тахпахами мы перешли на народный тахпах, потому что он это... абсолютно народный был, он знал от матери, от бабушки, все это слышал. Вот это вот стихотворение-то не зря же, что он написал про мать, что она, умирая, уносит вот эти вот тахпахи, уносит. И Моисей Романович, конечно, многое от нее взял, от матери, от бабушки. Но он маленький был, от бабушки взял. Но что слышали люди, вот как мы, Анна Васильевна, сын Саша, я, то, что слышали, вот как с молоком матери, с детских самых, с рождения слышишь, и вот в тебе вот это вот так тебя волнует, вот чадханную музыку, если ребенок, если чадханная музыка не волнует Хакаса, это уже все. Там Хакаса не разбудить. И также тахпахи, думаю. Но перед Моисеем Романовичем нам надо вот этим, то, что мы сегодня сказали, вот когда будем издавать книгу, надо воспоминания не только, что вы были, а кто хочет, все пусть дадут. Это восполнит образ Моисея Романовича. Это вот мне в жизни довелось с 2 великими тахпахчица, с Моисеем Баиновым и с Альбиной Кубежековой. А дорогие, конечно, вас для того же и пригласили. Все, я смотрю, о его поэзии можно говорить целыми днями, и все равно не все выскажешь. Нет, у нас это действительно большая была поэзия, глубокая, и вместе с тем интеллектуальная. Есть людям начинают. А я в коридор сейчас вышел. И мое выступление это будет так. Моисей Баинов как человек. Никто уже этим ну, как я коротко поговорим, что-нибудь новости в жизни. Да, может быть, даже и не интересовались. Вот, я не знаю, здесь есть, вы не внук его, внук, да? Никольский вы, да? Баинов. Дело в том, что вот Моисей Романович
его видела совершенно юным, только что закончившим литературный институт и вернувшимся в Хакасию. Я тогда работала в газете «Хазылал», с 1957 года переводчиком я работала. А он сидел в большом зале, я туда почти не заходила, но вот однажды зашла и была поражена. Стоит молодой человек, такой хорошего роста, стройный и очень красивый, с горящими глазами, в глазах огонь, лицо узкое, совсем не такое. Вот можете себе представить, он был не такой. Юный, он был красавец номер один. Но потом, значит, я слышу, что в какую-то историю попал, в общем, на него напали. Они выпивали где-то. Вот, он жил на улице, на проспекте Ленина, вот там бараки сейчас. Где-то в одном из этих бараков, мне сказали, он живет или с кем-то, у кого-то жил, не знаю. Вот этого не могу сказать. И что там его избили. И вот после этого избиения он мне встречается, я его не узнаю. Вот такое асимметричное стало лицо у него. Это не его природное лицо. Вдруг у него вот здесь вот какая-то шишка, здесь такая шишка, здесь еще вот, значит, вниз. Ну, совершенно неузнаваемый человек. Он уже как работал, только-только приехал работать в институт. Что он Когда это было примерно? Это когда приехал после института. Только-только. из Московского литературного института, когда приехал. Ну, за ним, конечно, сразу начали бегать вот за таким красавцем и девушки наши хакасские. Многие им очень увлекались, в том числе и Татьяна Григорьевна Тащеева, в том числе и другие. Вот. И вдруг слышу, что он женился на Варе Баргаяковой. Через сколько лет это, я даже не знаю, в каком году он женился. Я с ним никогда не разговаривала в то время, занималась своими делами. И смотрю, Варя Баргаякова была замужем за Никольским, русским журналистом из газеты «Советская Хакасия». Очень был крупный, очень высокого роста мужчина. Вот. У них было 2 мальчика, 2 детей. И вдруг они потом разводятся, и через какое-то время я слышу, Моисей женился на Варе Баргаяковой. А мы с ней в одном классе учились, он СШ, Хакасская областной национальная школа. С Моисеем? С Варей Баргаяковой. Она тоже с 30-го года. И по характеру она была довольно сложным человеком. Обычно она капризничала сильно перед учителями, и потом очень быстро она почему-то бросила учебу, ушла. И вот они жили, потом я уже знала, что около МВД сейчас, Да. а там есть с левой стороны, если смотреть на МВД, со стороны вот института Политпрос ХГУ, и напротив их дом. через дорогу, через узкую дорогу от ХГУ, здание института и права было тогда там, вот, был, значит, 2 дома там, 2 домика стояло, хороших, жилищных, и вот в одной из этих квартир, которая выходила сюда, прямо с улицы, вот, жили Варя с Моисеем Галиевым. Так вот, Варя Баргаякова, она тоже была интересный вообще человек по содержанию. И художница, она делала, одной из первых начала делать хакасский пого. Я ей заказала пого, она мне делала, я много раз приходила к ней, видела, как они живут. У них, по-моему, 4-комнатная квартира была там. Вот. Но Моисей Романович тогда уже выпивал.
Но, к сожалению, и Валя тоже. Но жили они хорошо. Он этих неродных своих детей не обижал, растил. Потом у них родился общий ребенок. Вот. И все было нормально. Но там всегда было много народу. Там всегда были поэты, писатели заходили, и вообще какая-то молодежь. Вот. И Варя всех чаем поила, и была такая очень гостеприимная, и вкусную еду готовила. Вот. И Моисей Романович вот таким образом оказался вот с такой семьей. Валя рассказывала, что он человек очень непосредственный. Вот тут же сказали, что он сказал, что Объединой, ты в стихах не разбираешься, поэтому он мог это сказать. Это было в его характере. Он любил истину, любил вещи называть своими именами. Он не был лжецом, он не был приспособленцем. Он был человеком от Бога. И, конечно, не всем это нравится. Вот. И, тем не менее, как-то он умел, в газете работал, в это Ленчолы, он долго там работал. Даже до моего 70-летия он еще там работал. И поехали со мной в этот Болганово, где, ну, на мою родину, где отмечали мой юбилей. И я удивилась, он никогда не интересовался ни моим делом, ни моей работой. Он дружил с Петром Анисимовичем Краяковым. Ну, я представляю, какое было у него представление обо мне. Это весь город, на весь город он мне давал эти характеристики. И до сих пор меня спрашивают, вот мои сотрудницы говорят, спрашивают, какая она, она такая ужасная. Мы говорим, откуда вы все это взяли? Нормальная, она очень добрый человек, говорят. Им отвечает институт, вот этот, Дом Кадышева, там вот эти. Они, вот такое было. И вдруг он поехал в Болганово освещать этот вопрос для Ленчолы. Я вот, там он что-то, по-моему, не выступал. Или выступал, Галина Григорьевна, не помните? Нет, вот. не выступал. Но не выступал, да. Вот. Там Ездила туда, в Филатово Елена Фоминична. Вот. И потом в газете появилась статья про этот юбилей, и он очень хорошо там сказал. Вот. Но Варя еще, ей было трудно материально. Семья-то большая. Ну вот, одни мужики в доме, одна женщина, вот, работающая женщина. Всех надо вовремя накормить, вовремя принести, значит, из магазина продукты. Вот, Моисей Романович, я не знаю, он этим занимался, по-моему, нет. Варя говорила, дети рано стали самостоятельными. Дети рано стали самостоятельными. Он говорит, получал он хорошие гонорары, зарабатывал он неплохо. За стихи же хорошо. Да, Когда очень, вот Валентина Гавриловна работала в издательстве, все знают, как за каждую строчку там... Да, отдельно. Вот, отдельно за да. А у него стихи богатые, конечно, они оплачивались хорошо. Но она говорит, он пока этот гонорар получит и принесет домой, а денег уже нет, он по дороге все раздал. Вот попадаются студенты, которые живут на одну стипендию или вообще стипендию не получают. Он не вор. Сам он жил в большой нужде, и, конечно,
конечно, он очень сочувственный, очень жалел людей, особенно молодежь. Наверное, Валерию Майнашеву не один раз давал деньги. В Болганах мы изображали с Каркеем. Каркес был этим Созруапсов, а я Тарвосиной. И прямо на сцене он меня этим Тарвос, как по-русски Тарвос? Граблями прямо в лоб, нечаянно. Прямо в лоб. Я чуть не упала на сцене. Такой хохот стоял. А у меня на лбу шишка приехала. Ну вот они очень удивительно, но они очень жили слаженно, понимали друг друга. Валя была такой натуры, она его отлично понимала. Вот. И все прощала, вот эти его, что раздачи денег, семья, зарплата у нее какая была? Маленькая зарплата была, кое-как там концы с концами. А мужики все там огород. Вот. Она была очень трудолюбивой и на этих полгода тоже зарабатывала. Вот. И, конечно, нелегко было жить с ним, вот, но комфортно в том отношении, что этот человек был праведный, это был человек доброй души, это был человек роскошный такой по-человечески, ко всем по-хорошему. Никогда я от него плохих слов не слышала. Вот. Ну, все равно он очень любил, конечно, этих своих и неродных детей, и родного сына очень любил. Но все это Варя вырастила, и, к сожалению, Варя раньше его ушла из жизни. И от того, что она раньше ушла, конечно, у него жизнь тоже сократилась. Потому что сахарный диабет у него был такой, это не второго типа, а первого, где на уколах, наверное. Вот, и он очень страдал от одиночества, у него больше не было. Насколько я знаю, может быть, кто-то и знает, может, еще кто-то у него был, какая-то женщина рядом с ним. Но мне кажется, он был совершенно одиноким, заброшенным. Знаете, Варвара Петровна сильно-сильно любила Моисея Романовича. Раз я пригласила Варвару Петровну к себе домой, а она не ушла, как ночевать у вас буду. И до утра пела Тахпаха и плакала, до утра. А Моисей Романович в это время в Казани был. Ой, как она плакала. Говорит, в мире такого больше человека нет. Вот она, и это она языком Тахпахи все это преподносила. Совсем. Соседи пришли, это что такое? Почему поете ночью-то? А вот Варвара Петровна до утра пела. Она тоже Тахпахчи была. Она Тахпахчи была. Вот Морозом, почему он не знает, что было? У него Морозом, а Варвара не носит. Это глубокая традиция, древнейшая традиция у хакасов. И не только у хакасов, у ряда народов интимные свои чувства выражать только через тахпахи, через песни, через такое иносказание. Никогда вот так вот прямо в лоб хакасы не скажут. Вот. Ну, кроме поэтов, конечно, они-то... Хакасы не говорят, что я тебя люблю. Не говорят. На свадьбах вообще не целуются, у нас вообще такой привычки нет. Они говорят, я тебя сильно жалею. Вот. Я хочу еще вам сказать, что почему-то, или я не читала об этом, я подсчитываю вообще-то то, что о нем написано, какие оценки даются. Но кто были его дядья со стороны матери? Мать какого рода была? Я думаю, вы знаете, нет? Фамилия Буркаякова? Но это не род. Нет. Мы говорим о... Моисея. У Моисея. Бабушка его растила. Мне кажется, она была кожаная
Кожинаевой. Потому что он как-то мне говорил, что Кожинаевы дядья мои. А это были все сказители. А Кожинаев там все это. Вот откуда его дар такой большой. Несколько поколений сказителей в его роду было. И вот этот дар мать ему оставила. Бабушка, материна мать, и, значит, бабушка была замужем за Кожинаевой. Вот. И мать его была Кожинаева. И вот тут был Кожинаев, он сейчас тоже его не стало, жена Доможакова была, Мария Петровна, по-моему, воспитательницей работала в национальной школе. Вот. Он как-то говорил, что он родственник Моисею Фаинову. Вот. А Кожинаева это сагайцы же, Суйбата. И вот это на стыке качинцев и сагайцев, тут, конечно, культура очень взаимообмен был, мощный. Вот, это все он вобрал в себя через кровь своей матери, через кровь своей бабушки. Вот. И об этом надо писать, откуда этот идет, этот дар, эта струя мощная такая. Но эти Кожинаевы почти все погибли на фронте. Ведь сказителей очень много было у хакасов, и очень многие из них, большая часть их погибла на фронте. И Петр Васильевич именно остался живой только потому, что он заболел, оказывается, туберкулезом, но мне он не сказал тогда, Он что постеснялся. Стеснялся. Да, на Боялся Хасане меня напугать. по горло в ледяной воде зимой на озере Хасан простыл. Вот солдаты. И Валентине Евгеньевне он сказал зрение. Он просто, он думал, напугается и уедет. Да. А он сказал, но что... он уже в то время вылечился был. Мне он сказал, что это из-за зрения, что со зрением плохо было, поэтому его комиссовали. И он вернулся домой. Но раньше это просто создатель его спас. Создатель спас специально, чтобы сохранить для хакасского народа. Вот он же сам посылает, создатель. Он говорит, я посылаю, он называет термин, употребляет сказочники. Я посылаю специально сказочников, которые не дадут умереть в душе у народа надежду на чудо, на спасение. И вот в этих героических сказаниях же очень много чудес. Вот. Да. Конь может, значит, упасть, барахтаться, встряхнуться и предстать богатырем. И наоборот, богатырь может вибрации поработать и стать конем. А родители у богатыря то жеребец и Байкужин. да, Байкужин, например. Или родители скала, но это же чудо тоже. Да, это все создатель давал им миссию каждому. Каждый человек приходит с определенной миссией, с большой или маленькой, в зависимости от того, на что способен данный человек, воплощающийся в его в теле, душа человека. Вот когда человек, ребенок рождается, выходит из материнских путей, в это время Создатель 5-6 даров ему и душу вкладывает туда. И эти все дары надо развивать. Если человек их не развивает, когда он уйдет в последний мир и последний путь и предстанет перед Создателем, он будет держать жесткий ответ перед тем, почему он не выполнил это. Так что это большая ответственность. Сказители это прекрасно понимали. Они поэтому всегда говорили, надо
выполнять то, надо выполнять это и так далее. Это настолько большая глубина знаний о мироздании, что надо всю жизнь этому себя посвящать, и это главное в жизни. Вот. Ну, я на этом кончаю. Спасибо Моисею Романовичу. Конечно, еще. Туберкулез имеете в виду в селах. Прекрасно лечили собачьим мясом. Вот котлеты делали прямо в жилу собачьим же. Растили собак. Вот в Капшалах русская семья туберкулезом вылечилась. У нас в деревне Да моего. подряд эти Семья. артистки из Только Ленинграда. собачьим мясом и ничем хуже, никаких Я лекарств. с Петром Васильевичем делала собачьим мясом. Специально выращивали. да. Специально щенков выращивали большими собаками, чисто кормили, ничем они не съели. Давайте ногу дайте больного. Я впечатлен и поражен сегодняшней встречей. Я с новой стороны узнал о Романовиче много интересного. Вот тоже почитал маленько книжку. Совсем как жизнь течет и как-то читать-то некогда. Я думаю, что надо действительно уже находить время читать, изучать его творчество, потому что, наверное, он в том числе и мне какие-то послания там в стихах передает. Вот. Ну, сейчас почитал о войне, он пишет, и, ну, так, чувствуешь, что он переживал, хоть он и маленький был, но через него прошло все это, он там госпиталь видел. Вот. Ну, вижу, что материалы вот, Да. изучаете, А да? Хакаску вы не знаете? Хакаску Ну, вы на интересно. таком уровне, к сожалению, я тогда не дорос. На бытовом, да? До его стихов на казахском я для меня они тяжелые, я пока. Я в смысле, что ну, языка у меня А в национальной школе учили же? ну, учил, но это было. Как иностранный. Да, Не прямо, до такой степени, да, чтобы их Как иностранный. да, чтобы его понимать, это надо родиться в деревне, вырасти в среде, в этой отшельной городской. Да. И, то есть, ну, мне язык почему-то как иностранный действительно тяжело дается. У меня вообще с языками, если английский мне тяжело, но я как бы на бытовом уровне могу, ЗНР, как поживаете, хорошо, а вот его книги, Высокая да, поэзия. его освоить тяжело. То есть мне придется каждый слог переводить, к сожалению, это тяжело. Пока что начну с переводов, с русских текстов. Вот. Что хочется добавить? Ну, я уже говорил, что в основном я застал его период, когда уже Варвара Петровна не стала, ему действительно было тяжело. Но сказать, что он прям совсем один был, то есть жил именно. Нет, это ты имеешь в виду неверно, а женщин. душевно, да, душевно, наверное, он один был, потому что постоянные женщины, ну, то есть женщины у него уже, сколько я помню, нет. Муза. Он, в гости к нему приходили, общались, ну это там, у него квартирант было одно время там, не помню как зовут, то есть, ну они в основном, наверное, с ним там за рюмкой сидели. Да, вот алкоголь, конечно, это была проблема для него, в том числе и на семье это было с этим. Нет, если бы он так пил, он не смог поработать, а он очень в газете работает, извините, там тяжелая. Я в газете 6 Ну, лет. были проблемы с алкоголем, 6 когда лет вот я работала. жил, были проблемы. У него были проблемы с алкоголем. Ну, Это последние ну, годы. Многие пьют, вне рабочего времени не может быть вот вот так боль вот. заглушают. Пьют некоторые не от того, что хотят пить, а вот боль заглушали. Многих я знаю, что не выпьет вот такие боли, выпьет вроде как расслабился. А в конечном-то счете это все подтачивает здоровье, конечно. Вот. Что еще? У него еще в годы студенчества в Москве какая-то травма была, и вот, ну, из этих документов следует, и Света рассказывала, ну, то есть это там, он тоже родственница, что какая-то у него травма была. Это тоже, может, как-то на него повлияло. Еще отец
все хорошую физическую форму сохранял. Он приводил такой пример, что когда отец мой был молодой, они там с родственниками, с братьями, он в Ашаново как раз, там упражнялись на турнике, и в этот момент Василий Романович пришел, там, ну, они на застолье было у взрослых, и говорит: учитесь, молодежь, и на турнике солнышко сделал там несколько раз. Вот. Хотя ему там уже под 40, наверное, было, может даже больше. Ну, 36-40, так, прикинутесь. Вот. Что еще? Ну вот помнится еще один случай, когда я с ним, он выступал, а я был с ним на выступлении на юбилее гимназии. Он прям декламировал стихи, читал, ну я рядом так стоял. Вот. Увлеченно очень читает. Зрение, да, у него действительно было уже плохое, у него такие толстые линзы там, помню, были. Ну, в его кабинете, когда он уже переехал, они вначале действительно жили там, на Карла Маркса, где МВД. Я тогда совсем маленький был, года 4 мне было, 3. Но я маленько помню. Там был Ливадик, помню, что там действительно несколько комнат было. А потом, видимо, Варвара Петровна не стала, и как-то быстро он туда переехал. Я не знаю почему, меня не посвящали как бы эти решения. Может быть, ему тяжело было одному там как бы за хозяйством смотреть, за этим домом надо. Он не приспособлен был к бытовым вещам. Ему уже было там 70. Вот. Может быть, он не мог жить один. Может, плата большая была. Мне кажется, возможно, уже бытовых проблем. То есть он в бытовом плане, он в основном Варвара Петровна все по дому делала, как я понял. А он по дому особо не занимался. Он как ребенок был 4-й. Говорят иногда, что У может него быть. фамилия-то своя, ведь не Боинов, он Киштеев. Ну вот насчет Киштеев, Боинов не знаю. Ну, Боинов отец же это не Боинов. родная его фамилия. Вот как, вот У Боинова это родная что? фамилия? А? У Моисея Романовича не А почему родная. тогда- Отец не Боинов был, Киштеев. Почему тогда Боинов Роман Петрович? Вот все это должно быть написано в его биографии. Так надо документы, где официальные документы. Я вот по поводу Романа Петровича искал. Я на сайте Министерства обороны нашел строчку, что Роман Петрович Боинов как это, потерян, как называется? Пропал без вести. Вот. Но, к сожалению, ни на какой фронт, ничего больше я не нашел. Пытался в местных архивах, та же самая информация, тоже ничего, где именно пропал без вести. Дальше, где чего искать еще про Романа Петровича. Ну, у меня фотография его есть, я вот на день, на 9 мая, вот, смертный полк тоже хожу, фотокарточку беру. Дальше искать пока что не знаю. То есть... Ну это непростительно. Вот литературоведы, которые первые вот о нем писали, те, которые первые писали при его жизни о нем, ну как же они это не выяснили? Ведь тогда много об этом говорили. Ладно, обращайтесь, Сергей. Я еще не досказал, у меня еще какой момент есть. У меня есть бытовой момент такой, есть его вещи, а именно письменный стол, который я не знаю сейчас куда деть. Или же вам отдать, но вам, наверное, некуда. Или же... Музей. Я буду потом говорить. Это бесценные экспонаты. И всякие Стол, в бумаги. частности. Не надо бросать. Тогда мне нужно его куда-то поместить, Его хотя бы близкий временно. родственник, Танбаев, вот певец, вот они вроде двоюродные или троюродные, вот надо с ним поработать еще. Может, его кто-то знает, его родственники старшие. Так документы все равно нужны. Документальное подтверждение нужно. Не знаю, так стол тоже. А еще знаете, где можно сведения получить о дедушке вашем или про дедушку? Отец Моисей Романович уже правильно. Да, правильно. Можно в министерство написать, только туда надо в архив Министерства Подольска.
Я сам тоже ищу своих Да я родственников. писала тоже. Да? Стандартный пошел. А там знаете, что ответили? Я вот на сайт когда открыл, что можно дать 2-3 года ответа. Да. У них завалена вот эта Ну, почта. нет, ответ уже пришел. Пришел? Да, я дядю ищу. Ага. Ну, Деда может... я нашла. Деда я нашла через сайт, вот как раз Победы, там, это, как они, безвозвратные потери называется. Вот я нашла своего деда. Нет, там должно быть все равно личное дело в архиве Министерства обороны. Там есть архив. И там на каждого все равно было на каждого рядового, неважно. Там было, где родился, откуда призван, он что-то может оттуда получить. Я прошу прощения, 2 часа люди вы все устали уже. Давайте Я предлагаю за чаем Нет, я написали. Да, официальное лицо нам. Я хочу сказать, что я Алтайского района, Ченкова Борисовна, кто не знает. Значит, мы 17 января Советом старейшин объявили год Паинова. Там у нас участвовали представители Ашановской средней школы, значит, библиотекари были и так далее. И вот мы эту тему стали, как сказать, внедрять в жизнь. Спасибо Дому литераторов, Союзу писателей, мы сумели съездить, побывать в Новомихайловке, в библиотеке, в школе, значит, Кирова. Вот. И я поняла, что вот такие вот встречи нужны. Нужны встречи. И мне просто будет встречное предложение, потом я вернусь к ашановцам. Встречное предложение какое? Надо, чтобы стихи понимали, чувствовали. Вот надо привлекать актеров, профессионалов. Не знаю, вот через буквально несколько дней юбилей Маяркова Геннадия Матвеевича, 80 лет, они вместе с Романовичем тоже дружили, знали друг друга. И вот он тоже там на встрече у нас выступал, рассказывал о нем. Вот. И я Светлану Семеновну попросила, чтобы суметь как-то вот передать, что вот заложено в этих стихах. Не знаю, она вот готовится. Ну, это отступление. Вот. А так вот так бы надо было ездить, вот, находить возможность. Мне вот, наверное, удобно, потому что я многих знаю, как-то вот так вот связано, просто попросишь, и там о деньгах не идет разговор, не идет о том, о времени, а просто люди едут, и вот видеть надо глаза тех людей, которые первый раз видят писателей, первый раз видят поэтов, вообще первый раз слышат эти фамилии, а мы всегда говорим города, что это наш земляк, то есть Моисей Романович Паинов. И вот теперь еще, там же при открытии, мы сделали открытие года Паинова, школа вышла с предложением ашановское. Вот есть центр, значит, в Ущулье Кирчичакова, но почему бы у нас не сделать? Поэтому мы уже один раз обращались, в прошлый раз у меня не получилось, много тоже выступала, помните памяти Паинова, в центре имени Кадышева. Вот. Все, что есть, хотя бы для начала. Вот, центр у нас это будет Ашановская средняя школа. Сейчас не думаю, как пока, но вот если вот вещи там личные, ну пока вот мы музеем. Ну вот этот телефон у меня возьмите, мне просто понятно. в течение месяца буквально нужно поделиться, куда его В течение месяца? Вы знаете, я вот что скажу, извините, я скажу, я музейщик с 17-летним стажем, поэтому послушайте меня, в государственных музеях работал. Вам непременно нужно сдать вот все вещи, которые связаны с именем Моисея Романовича, только в государственный наш республиканский музей. А оттуда уже они вам по соответствующим документам будут давать, если нужно, для экспонирования. Понимаете? То, что попадает в государственный музей, это хранится вечно, и к нему особое отношение. Судя вот по тому, что сегодня говорил Сергей, судя по тому, что у нас всегда была вот встреча, посвященная Моисею Романовичу, нашим республиканским городе Кадышева, это человек, который в ближайшей или, может быть, чуть отдаленной перспективе станет каким-то символом, что ли, культуры Хакасии. И все, что с ним связано, это будет несказанно как дорого и как важно. Поэтому надо все беречь и сохранять это все, что имеет такое. Он-то молодой человек. Надо вот как-то решить, может, через Дом литераторов, чтобы напрямую вышли на музей. Он же не будет бегать. Возьмите дедушкин стол там, например. То есть, нет, вот но что касается помощи, поэтому, ну, сейчас я заикнулся,
Я пойду в этот наш вот музей, переговорю с ними, вы мне дадите ваш телефон, и я вас свяжу. Потому что это вы сейчас сказали, что у вас стол. А я уверен, если вы там поговоритесь, посмотрите, у вас еще что-то есть, у вас какой-то архив, может быть. Может, одежка. Да, даже вы знаете, ложка, чашка, извините. Да. Это все, это очень важные исторические материалы. Вот тут еще прозвучало улицу назвать. Это вот мы уже знаем, что от родственников должно исходить, а мы в поддержку. Чтобы одну из Заявление, улиц, да? да, заявление. Надо, вот телефон нам тоже свой дадите. И это самое. И Барельев тоже, где вот он жил в последнее время, или... Последнюю или большую часть? Или большую часть. Ну там посмотреть, посмотрят. У нас ведь еще Геннадий Сосолятин, мы же тоже решали вопрос этот при похоронах, что надо улицу его именем назвать. Полное молчание со стороны семьи. Ну я не договорила. Ну от того, что может это просто вот это. Может от того, что вот просто люди не знают. Вот я говорю, мне тоже повезло, вот дядя ушел из жизни, у него очень большой архив, ну тоже столько фотографий, ну не выкинуть же. Я вот просто села, подумала, вот эти вот те, которые очень значимы, то есть для истории Хакасии, в сторону. И я все это сдаю сейчас в Хакнияре. У них есть хороший архив. Хакнияре это очень серьезное учреждение, туда можно Только по описи. Поэтому если даже... Только по Да, описи, все по описи, потому что все правильно. Кадышева дочь сдала в музей У меня без все по описи. описи идет. А потом, когда книгу стали Каждая делать, фотография. она пошла спрашивать. По рукам разошлось. Уже не было ни его этой книги, ни это документа, ничего не было. Понимаете? Строго по описи. А теперь возвращаясь, конечно, к Аршановской школе, я бы очень хотела попросить, если у кого-то есть какие-то, вот какой-то материал, вот хорошо, может быть, даже вот это будет записать, да, ну, то есть я не профессионал, вот, чтобы можно было это озвучить, ну, то есть там в Аршановской школе готовят, но пока ничего нет. Ну и вот мы с Ниной Семеновной 5 лет тому назад тоже проводили мероприятие, посвященное Моисею Романовичу Баинову, это 75 лет. Хотели, посадили, сколько, 75 кедров, да, мечта. Но я сейчас вот думаю, и в этом году, говорю, давай на 80-летие. Я так поняла, что просто у аршановцев нет настроения. Они не Я в этом году посадила. Я знаю. Я хочу сказать, что, наверное, там общая ситуация, которая сейчас сложилась. Ну, да, там вот, тяжело. с этими разрезами. Вот с этими разрезами, и в этом году на сельский совет хотел, давайте посадим. Они на территории школы посадили несколько. Ну, не памяти, это мы посадили, а так настроение. Сегодня стоит вопрос, надо всем разъезжаться и ждать, пока уйдешь в другой мир. Потому что условий для аршановцев никаких. Настроение никакое, и если они раньше, извините, ели чистое мясо и пили чистое молоко, теперь этого нет. Это взрывы, это пыль все время стоит, это вот это вот все, это страшно. А их там несколько, и это все продолжается. Поэтому я вот уж, надо извинить аршановцев, а ведь была задумка, я говорю, вот посадить. Мы даже уже со специалистами переговорили, я говорю, какие можно деревья посадить. Ну, вначале вроде кедры, да. Кедр у нас там не приживется. Остановились на сосне, но вот, к сожалению, вот такая ситуация. Музей будет, пока там, значит, живут, пока его люди живут, учатся, помнят они его, и я думаю, что вот в этом плане мы работу будем продолжать, и вот периодическая письменность, мы тоже вот эти темы, как бы подводя некоторый итог вот его деятельности, конечно, будем делать. А, кстати, его рукопись «Древнетюркская письменность» в издательстве лежит. Он через них хотел издать Чизыбаева же, она тоже аршановская. Вот эта связь, видимо, повлияла, что рукопись там переводы древнетюркских текстов. Я тоже поддерживаю вот эти предложения, которые были внесены для увековечения его памяти Моисея Баинова, именно как большого поэта надо сформулировать, какой он был, или он один из основоположников, или же он один как классика, сформулировать надо это научно, грамотно. И кроме того, вот о том, что аршановцы хотят так же, как
потому что неизвестно, будет Аршанов или нет, или его снесут. Дело-то вот в чем, что ведь сейчас ставится вопрос об этом, там жить становится невозможно. Да. Если вода такая грязная, ей нельзя пользоваться, что говорить об остальном? Все должно перенесено быть на другое место, это село. И где оно будет перенесено, там и надо развить вот этот музей, вот типа Михаила Ремеевича Киричакова. Ну, материал все Музей. равно надо собирать сейчас. Вот. Я с этим полностью согласна. Да, материал надо Правильно. собирать, чем раньше, тем лучше, Да. потому что все уходят, люди уходят. И вот даже сегодня здесь, в этом... И внуки выкидывают все на Да. свалку. Смотрите, Поэтому он сколько- правильно поставил вопрос. Молодец. Сколько интересных деталей, воспоминаний. А вот я не знаю, у вас там не диктофон был? Диктофон? Вы сохраните, пожалуйста. А? Ведь вот этих вот У нас все... еще камера записана. А, и там все это пишется. И эта камера тоже пишет. Да, ну и Ах слава вы. Богу, да. Мы вас предупреждали, что И это я должно знала. быть записано. Это все должно быть записано. Хорошо, это пусть будет историей. Да, На века. Я так поняла. Все, давайте к чаю. Можно дослушать еще Нину Семеновну? Я знаю, что Светлана Николаевна есть очень хороший материал по Боинову, по голосу. Я знаю. Нет, просто Я сказать, скажу какой материал пару есть. слов. А в прошлый раз интересно. Ваш прошлый Я раз. очень Потому что Я мыслю. Конечно, Моисея Романовича Боинова можно говорить очень долго, и особенно, я думаю, изучая, скажем, его стихи, вообще само содержание, и неспроста он свои стихи, поэмы и роман в стихах включал столько слов, которых мы сегодня практически не понимаем. Амкюн Гюрзе, прайшон тахпахтер тусиштахтер, физбаинах теомаров тусиштахтер. Давно. Ишче. Я хочу это сказать на примере Еще даже целый фестиваль. своих студентов, вот, которые пришли из глубин наших черкасских сел, которые не понимают, понимаете? Я им читала поэму Галины Григорьевны Казачиновой О языке. Я им буквально с хакасского на хакасский переводила. Понимаете, что страшно? И говорили о том, это дети, которые пришли вот Аскийский, Бейский, Таштырский, это самая глубина наших деревень, да, понимаете? И если мы сегодня не будем заниматься именно популяризацией, именно разжевыванием значимости Боиновой или хакасской культуры для молодежи, мы потеряем наше будущее, понимаете, вот в этом плане. И, конечно, об этом тоже можно говорить, популяризировать, разные формы есть, да. Если, допустим, в школах есть портрет, в конце концов, каждый человек, который изо дня в день видит, он иногда задумывается. Если на стене написать, допустим, такими цитатами его стихи, да, он все равно раз прочитает, два прочитает, а делать нечего, скучно на уроке, он прочитает. И потом, это, понимаете, это может дать искорку, такой импульс, человек задумается. И он в конце концов его наизусть выучит, понимаете? 4 строчки, 8 строк, понимаете? Это то, что перед глазами изо дня в день. Сегодня у наших детей такой возможности нет. Этого мы с вами не делаем. Потому что это надо работать со школами, с родителями, да? На кого это ложится? Ну, практически на нас это ложится, понимаете? Если мы это не сделаем, те люди, которые читают, понимают Боинова, и если мы это не передадим молодым, ну, я думаю, это плачевно для нас обернется. И еще я о Боинове хочу сказать. Боинов, я думаю, он, почему мы говорим, он самый практически великий поэт, который писал на хакасском языке, на русском языке очень мало писал, очень мало. Он, я думаю, он это принципиально не делал. И вот «Дорога вечная тревога», вот последний сборник, там есть его несколько. И то посмотрите, какие стихи на русском языке. Эти стихи видно, что мышление хакасское. Да. И там хакасские слова, и он не просто там имена великих хакасов, он включает в свои стихи. И каждое его стихотворение это не просто стихотворение, понимаете? И он там о Катанове говорит, он о Козласове говорит, и он об Угуре говорит, понимаете, не переводя эти слова. И многие другие слова, это, я думаю, это принципиально значимо было для него. И я еще хочу сказать, что Моисей Романович Боинов через художественное слово, в художественном слове он обобщил, мне кажется, все постижение мира хакасов, понимаете? У каждого народа самая важная категория – это пространство и время. Посмотрите, у Боинова
не просто написал, он, конечно, больше всех написал поэт. Поэма это действительно сложная, так скажем, структура, надо сказать, да, в литературе. И вот эта поэма «Думы о степи», там все показано, национальная цивилизация хакасов, понимаете? Вот это осознание хакаса как человека в этом мире, он в этой поэме очень хорошо показал. И вот это традиционное мышление хакасов, и как он воспринимает этот мир, как он видит этот мир, и зачем он пришел, скажем, на эту землю, он там очень хорошо показал. И Моисей Арманович Баинов через свои стихи, ни одно стихотворение его не было, ни один тахпах не был просто так написан. Вот в сборнике, где вот Людмила Косякова является составителем, там вот Хуморская пигулера, да, вот эти тахпахи, она сделала расшифровки вот этих записей. И там ни один тахпах по своей структуре, по своей поэтике не повторяется, понимаете? Это очень значимо. И если мы говорим тахпах-тахпахатюй, то у Баинова нет. Он все возможности, все особенности хакасского тахпаха там показал. И я думаю, вот поэтому Моисей Арманович Баинов действительно величайший. И, конечно, надо нам что-то сделать такое, да, чтобы это все суметь передать молодому поколению. И вот это издание, скажем, да, вот подарочное издание, это обязательно должно быть. И, конечно, его полностью надо переиздавать. У нас даже вот в Хакнияве нет всех сборников его, понимаете? Вот Кюрнистамир, Кюрк, там Сулбан, Датуаза, мы как бы хватаемся, они просто не были собраны, не были Перевести еще надо на русский язык. И потом, знаете, вот это с переводами, конечно, ни один самый лучший, самый адекватный перевод не может эту суть передать, понимаете? И что остается нам? Нам грозит, что Баинов, он так и останется среди нас, этих хакасов, неизвестный мир, да? Если вот, конечно, это, во-первых, переводы, и трактовка его стихов на русском языке, это тоже идет популяризация его имени, да? И, конечно, и где найти нам таких переводчиков, которые бы сумели бы это все передать, да? И наши все поэты, они страдали. Вот Доможаков, Кельчичаков, я сам таких беру, да, Нербышев, они не писали на русском языке, их переводили известные переводчики, да, и со всеми изъянами, и порой им приходилось соглашаться просто, да, то другого выхода не было. И когда вот создавали учебник для классических университетов России, там небольшой строкой тоже хакасская литература идет, и там, конечно, я хотела их учить Баинова, что самые величайшие, вот эти все стороны его поэзии, его таланта показать, но в Москве сказали, что переводов очень мало, и в вузах его не найдут, его тексты, поэтому там только ушел Кельчичаков. Что Кельчичаков больше всех переведет, и на всех библиотеках России он есть. Вот понимаете, вот это как бы палка о двух концах. Плохой перевод, да, и хороший оригинал, и вот он еще... Нет, в моем понимании он единственный эпический поэт. Вот он как-то говорил, я эпический поэт. Я не до конца понимаю, вот я эпический поэт, но таких еще нет. Это человек, который обладал эпическим мышлением, у него было романное мышление, поэтому он сумел написать роман в стихах. А еще вот что литературоведом. Я его спрашивала, говорю, ну вот эти слова неизвестные, говорю, у тебя откуда, как появляются? Он говорит, когда я пишу, я даже это слово не знаю, может быть. Оно само по себе выскакивает. Вот то, что вы говорите, студенты не понимают мое вот это, точно так же. Я пишу, а потом, когда через какое-то время читаю, обалдеваю. Откуда я взяла это слово? Оно само откуда-то из глубин сознания. Еще надо, я хочу об учителях хакасского языка сказать. Они у нас, я не знаю, как с другой планеты. Баинова мы не понимаем, учителя хакасского языка говорят. Баинова мы не понимаем, вот то мы не понимаем. Галина Григорьевна говорит, замените вот это слово. Нет, что Нет, ну это действительно свой факт, понимаете, когда мы свой родной язык, скажем, на уровне кухни понимать, да, это же работа, а чья работа? Это работа интеллигенции. Надо с учителями хакасского работать. Если они учителя хакасского говорят, то мы не понимаем Баинова. А еще, я говорю, учителям хакасского языка зарплата есть. Театр на зарплата есть. Я собираюсь и ухожу. А поэтому музыка не говорим. На подоконнике.
подоконнике. Да.